Xayrli kech do'stlar. Hozir efir boshlaymiz. Закидываю по всем каналам. Потом будем говорить. Так. О, Мухаммад, алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Альхамдулилля. Сегодня, кстати, Мухаммад тоже писал, приехал, оказывается, сюда, который мне помог в Париже. Башкортостану, да, Дагестану тоже салам. Салям, Уфага. Тут ну, поговорили так, попереписывались на WhatsApp. Меня слышно хорошо? Я более-менее чуть-чуть от шума ушел, вроде бы шума нету здесь. А тут вчера больно, где, я не помню, даже в шумном месте было. Решил делать, пока время есть, чтобы чтобы эфиры расширили. Ну, расширить эфиры, чтобы почаще буду делать, пока есть время. А что время терять? Это как бы пытаюсь дорабатывать те моменты, когда меня не было. Так. Тут интересную тему услышал я у Габбасова и у Айсена. У Айсена Туран, развал России. Сегодня тема его, но я его еще не слушал, только увидел. И у Габбасова я послушал чуть-чуть. У Габбасова, так сказать, операция по истреблению народов. Как там, количество. Некоторые говорят, что... наверное, прослушали. Там у него данные какие-то, там опять цифры. Но, как обычно, мы этим цифрам, смысла не вижу верить, потому что за неделю 404 человека, он говорит, из Башкортостана. Точнее, не из Башкортостана, вообще. Из Идел-Урала. Из Идел-Урала из 404, 116 из Башкортостана и по остальным распределению. И тут я еще добавлю, что и из Кавказа тоже, наверное, полегло там прилично. Если они тоже как-то идут на какие-то действия. И давайте интересно мне почитать его комментарии пока. Пока подождем, народ соберется, и мы будем дальше уже что-то слушать или что. Надеюсь, меня слышно хорошо? Комментарии. Они специально такие зачистки устраивают, чтобы в будущем не было развала этой гнилой империи. Кто-то пишет, Башкортостан будет свободным, Татарстан станет свободным. Руслан, вероятно, из Башкортостана. Да, все слышно, благодарю. Руслану пишет кто-то. Вероятно, из Башкортостана стараниями гауляйтера путинского режима Хабирова на войну направляется большое количество жителей Башкортостана. Но надо сравнивать, сколько отправлено народу из Башкортостана и других республик и Москвы. Я думаю, что результат будет очевидным. Хабиров из кожи лезет, чтобы выслужиться перед своим патроном. Идет уничтожение башкир как народа. Это идет уже не одно столетие. Во время Пугачевского восстания Башкирия обезлюдила, было вырезано много деревень. Уже тогда был геноцид башкир. И в 1812 на войну ушло 40 полков.
с луками и стрелами против французов и вооруженных огнестрельным оружием. Сколько погибло, ведь никто не считал. Даже предводитель башкирского войска Кахым Туре отправили при возвращении домой русские вельможи. Во время Голодомора погибло 700 тысяч башкир, оказывается. Все мы помним трагедию башкирской деревни Сиантуз, башкирской Хатыни. А власти в Башкортостане даже не удосужились на ее месте поставить хотя бы обелиск. Я уж не говорю о мемориальном комплексе. Судьба моего башкирского народа полна чередой трагедий, потерь, но все это власти республиканские и федеральные пытаются замалчивать. Здесь добавлю, как насчет властей федеральных и замалчивания и так далее, и так далее. Тут замалчивают федеральные власти и так далее. Это ладно, они манкурты. Мы что-то на них, на манкуртов-то, блин, надеемся. Мы молчим, блин. Знаете, вот вчера за эфир, как бы здесь пацаны меня прикалывают за вчерашний эфир, местные. Хорошо, вы там сидели, там в комментариях как бы боролись, да, так сказать, с всякими вот такими татарскими русскими. Это их вообще убило, короче, так, местных пацанов здесь. И поэтому, как бы, исходя от этого, мы понимаем, что мы не можем, как бы, федеральным властям или как там республиканским и федеральным властям что-то даже дать им, как сказать, как аманат, мы не можем им ничего дать, они идиоты. Как можно, блин, с ними что-то, от них что-то требовать? Мы, народ, как народ должны вставать, понимаете? Халық тұрға керек, халық қана тұрса, біз шында ғана бәлкім мұстақил болуға мүмкінбіз. Онарға хатта мы ни хера ничего не сможем сделать. Ну, такие я пишу. Вот, он также написал. Вот этого чувака, короче, я в Фейсбуке наблюдаю. Вот он, короче, тоже что-то откуда-то нарисовался, вот этот чувак. Больно такой дерзкий в Фейсбуке. Я ему комментарий написал, он что-то мне так дерзко ответил. Откуда-то, блин, с Молдовы, короче. Он в Молдове, что ли, засел, я не понял. Шарафуллин Ильшат. Что за хер, я не знаю. Вот. Вагалейкам ассалям, рахматуллах бараката, Кардаш Руслан. Кардаш Руслан говорит, ну, наверное, он этот, блин, какой-то этот непонятный из Нижнего Новгорода или откуда-то. Ну, короче, непонятный татарин. Не по-нашему общается. Вот у него же я видел, в тот день, помните, начал говорить про Чечню. Помните, про Чечню начинал говорить. Вот я у него видел, у этого Шарафуддинова, я видел в Фейсбуке, что типа позвали, он откуда-то откопытил видео, типа его позвали во время, не знаю кого, Дудаевых или кого-то там, во время кого-то там позвали, и в итоге, позвав в Чечню, там встретили этих татар, и эти татары что-то там намудачили какую-то дичь, и в итоге, короче, намудачили какую-то дичь, и, что сказать, в итоге они поняли, что что-то там не то с этими чеченцами, и они поняли, что эти чеченцы, которые были там, работают на, на Ельцина. Вот такую, короче, он хрень там сделал, ну, видос откуда откопытил. И там прям это все слышно. Или там текст был. Видели ли вы об этом или нет? Кто-нибудь есть тут в Фейсбуке, который сидит? Гаявато, но все же в Башкортостане, Башкирии, татары, где 61 человек. Имеется в виду, что сколько умерло, что ли, хотите сказать? Ну, непонятно. О, Мухаммад даже здесь. Мухаммад здесь тоже я увидел. Так.
Ну сейчас идет у Айсена эфир идет. Вот у Айсена идет эфир. О чем он говорит? Передел мира не удался, Трамп спасает Путина. Эфир у Айсена идет. Вот мог бы Айсен с Габбасом выйти со мной эфир сделать. Могли бы мы вместе какую-то придумать тему, да, ведь поговорить. Вот. Мне вот хочется с ними поговорить. Что они скажут? Ну, давайте послушаем Туран и посмотрим, что тут творится. Здравствуйте, друзья, меня зовут Динара Юмбаева, вы на моем YouTube-канале «Тимот». Я продолжаю серию эфиров, посвященных распаду России. Для этой темы, для обсуждения этой темы я вот у нее, короче, в гости, опять это, если вот можно это. так сказать, в эту виртуальную студию известного татарского общественного деятеля, политического аналитика и публициста Руслана Айсена. Руслан, здравствуйте. Достар, Кардастар. Руслан, я помимо собственного желания, наверное, в первую очередь ориентировалась на многочисленные просьбы своей аудитории пригласить вас давайте в эфир. поприкалываемся. Вас в Казахстане знают, слушают, уважают и, полагаю, разделяют ваши взгляды. Поэтому спасибо вам огромное, что вы нашли возможность найти время для моего пока еще у меня на складе канала. рабочие Надеюсь, играют в волейбол. И с вашей помощью тоже. В общем, я верю, что ваш замечательный канал обязательно будет расширяться, потому что контент очень важный, интересный и актуальный. Спасибо вам большое. Да, будем надеяться. Друзья, я хотела бы вам сказать о том, что, кто не в курсе, у Руслана есть свой YouTube-канал, поистине он называется. Ссылку я дала в описании к этому эфиру. Ну и, пожалуйста, не забывайте про меня тоже. Подписывайтесь. Руслан, вот уже несколько дней самой главной информационной темой является обсуждение так называемого мирного плана Трампа. И я, конечно же, тоже с вами хочу о нем поговорить, но предлагаю вам взглянуть на него глазами республик, которые входят в состав Российской Федерации, и нашими глазами, которые по-прежнему находятся, не глаза, я имею в виду наш регион, конечно же, да, которые по-прежнему находятся в орбите влияния и интересов России. Я искренне желаю, чтобы в самом ближайшем будущем был создан документ, который завершит эту чудовищную страну. Но как вы считаете, насколько такой план будет способен обеспечить нашу безопасность? Охота верить, конечно, что документ может поспособствовать тому, чтобы остановить войну, чтобы ограничить агрессию России в отношении соседних, и не только соседних государств. Я думал, он будет вести, да, ведь? Ну, да? Тут, и там была агрессия. вопрос-допрос, знаете, будет. Такой известный мем, который приписывают и Бисмарку, и кому только не приписывали, что договора с Россией стоит ровно столько, сколько стоит бумага, на которой они написаны. Я как историк могу подтвердить, что это так. Россия в принципе не способна свои же договора, свои же условия выполнять. Очень часто такое было. Руслан был у него в гостях. Нарушал их. В истории наших народов очень много, в истории наших ханств, казахства, ханства. Много таких случаев было, когда Москва вроде как заключала какое-то соглашение, а потом же их нарушала. Конечно, находились какие-то предлоги, провокации. В этом смысле Москва большой специалист по созданию провокаций разного типа. Здесь Извините, Руслан, кто бы не управлял Россией при этом? Потому что они наследуют одну и ту же традицию. Политическую, да, интеллектуальную, традицию некого превосходства. Вот мы тут с коллегами обсуждали
сейчас я был на эфире о том, как небезызвестный актер Безруков давал пресс-конференцию, вы, наверное, тоже видели, да, и очень вот так вальяжно к нашим братьям-узбекам Короче, пародировал, что у них акцент. А как еще они должны разговаривать? Естественно, что у них народной язык узбекский. То есть вот это вот подход, который характерен абсолютно всем. Что Путину, что либералам, что мы центр, а вы провинция. Я это чувствовал на себе много раз, я и в Москве работал, жил. Но все равно откуда искать, понятно. Меня даже на полном серьезе спрашивали люди со статусом, есть ли таможенные барьеры, когда приезжаешь в Татарстан. То есть они даже не знают, что как бы Татарстан был в составе России находился, да. Но для них вот все, что за пределами Садового кольца, это все какой-то периферия. К Украине они относятся так же, они же и называют ее окраина. Но если она вам не нужна, отпустите ее. Нет, не могут выпустить. Потому что вот этот вот имперский дискурс, имперский нарратив, он, к сожалению, никуда не уходит. Главный вопрос сейчас вот по этому соглашению. Кто дает гарантии того, что Россия не возобновит военные действия, агрессию? Практически нет. То есть на бумаге можно прописать все, что угодно, как говорится, бумага-то стерпит, конечно. Но Украине от этого не легче, потому что в реальности, я так понимаю, для Путина это вопрос жизни. То есть он посвящает себя сейчас, остаток своей жизни. Сейчас у нас будет путаться, наверное, звуки у вас. Звуки путаются, наверное. Я как бы присел сюда первым, сюда первым присел. И ко мне как бы присел тоже чувак, короче. И его сейчас громко, наверное, вам слышно, да, его? Я его не могу перекричать. Вот, я не знаю, я думаю, покой нашел. И... Ну, что скажешь, да? Не скажешь, Жень, давай, все, вали отсюда. Что я ему скажу? Вот так вот. Ситуация такая вот. Сейчас опять у меня с пантологии будут уходить все мысли. Узбеки Безрукова напихали, потом казахи и кыргызы пришли, даже у нас башкирты про это писали. Да. Я думаю, сейчас мы эту тему пока не будем расширять, потому что больно сильно там, я думал, про Туран будет речь идти, но там что-то они назвали Туран, а на самом деле говорят вообще о другом, блин. Вот с этой девушкой, когда эфир идет, мне не понравился пару эфиров вперед, если вы смотрели тоже, не понравился один момент. Каждый беспокоится о своей земле. И вот когда ты попадаешь в чью-то как бы студию, ну так сказать, вот он в гостях у нее, да, мне сказали, получается, она там все сопоставляет через Казахстан. И поэтому, как бы, если ее эфир идет с кем-то из наших, значит, оно как бы не больно сильно по нашей теме бьет. Почему? Потому что у нее принцип канала, когда она сказала, я, говорит, там, задам такие вопросы, типа, чтобы оно относилось к Казахстану. У нее вот такой принцип ведения диалога. Вроде бы зовет гостей, а получается свое напихивает, да, понимаете, навешивает своего. Это, я думаю, неправильно. Поэтому как бы что-то чуть-чуть мне не понравилась ее тактика ведения вот этой, так сказать, дискуссии. Ну, как вот даже вот эти пары эфиров, которые я с вами веду, да, с людьми, да, мне это тоже не нравится. Потому что человек сбивается с пантологии. Пантология человека, если сбита, то не знаешь, с чего начать. Понимаете, мы начинали про уйгуров вчера, закончилось какой-то херней, допустим. И тут то же самое. Ему задали вопрос про Трампа, а Айсен начал говорить про Россию, блин. Я ни хрена не понял сейчас. Поэтому там нету, может, в конце где-то будет про Туран. Это надо весь 1 час прослушивать, но это тоже не дело. Поэтому я думаю, сейчас лучше, самый интересный момент, перейти в Инстаграм. И в Инстаграме очень много таких назойливых видосиков
очень таких назойливых, которые по нашей теме, именно по теме независимости и так далее. Я так думаю, там лучше подумать и с вами как бы покомментировать. Я даже просто захожу в свой Инстаграм и попадает всякая дичь. Ну, это я даже не подписываюсь, они откуда-то прилетают сами. Наверное, он сам, алгоритм, мне кидает такую дичь. Допустим, ну, сейчас вот я листаю пока то, что нам по-нашему нету. Так, ну, тут вот очень много почему-то залетает мне теперь про Узбекистан. Ну вот, допустим, вот это вот по нашей теме. Только мы не знаем, где это. Про сухофрукты. Тут идет опять какая-то дичь. Кто это снял, непонятно. Это где происходит. Но явно по голосу видно, где-то происходит не в России. И тут пишут, кадры, снятые на одном из рынков, вызвали серьезные сомнения по поводу наблюдения санитарных норм. На видео видно, как сушеные абрикосы Бардеки пересыпают грязной лопаткой прямо с металлического дна кузова Портера, без какой-либо подложки или защитной пленки. Подобное действие представляет реальную угрозу здоровью покупателей. Вот я как со стажем продавец сухофруктов, ничего с ними не будет, и никто ничем не заразится и не сдохнет. Как бы проблем нету в этом. Проблема в том, что людям надо что-то снять, контентик. Это как я иногда выхожу, там какую-то дичь пытаюсь снять здесь, и у меня ничего не получается. Ну вот из этой категории тоже. Ну, они сняли какую-то дичь, где-то что-то перекладывают и написали типа грязной лопаткой. Грязная лопатка или не грязная, не в этом дело. Курагу и все остальное ты моешь. Ты моешь, тут даже в комментариях написано, что надо мыть. Вы думаете, когда еду какую-то вы едите вообще даже, да тот же шоколад обычный, вы думаете, она чистая? Нет. Понимаете, вот. Так что ничего не чистое вообще, ничего, блин. Даже вот здесь наблюдаю, вот здесь я наблюдаю процесс, как нас они кормят, это вообще вы просто офигеете, короче. Если на это все наблюдать, да ты вообще никогда, вообще тогда не прикасайся к еде. Живи где-нибудь, я не знаю, на острове где-нибудь там, где все растет, и ты сам вот так в резиновых перчатках все достаешь, кушаешь, вот все так стерильно у тебя должно быть. Ну, удивляюсь над такими моментами людей, которые заснимают. Вот как раз наш, так сказать, клиент Бондаренко. Один день кто-то мне говорил про Бондаренко, говорит, послушай, давно что-то я его не видел, вот давайте его послушаем, что он говорит опять. Постоянно хает путинский режим, а живой ведь, живой, а чё ж его не сажают до сих пор? Зачем он? Но это потому, что молодой Жириновский, понимаете? Это молодой Жириновский, который будет говорить всю правду, и ему ничего не будет. И так он состарится, вспомните, Бондаренко. Ну явный хохол, блядь. Понимаете? И что он орёт тут?
с кристально чистыми глазами нам с вами говорят, какие еще радиоактивные отходы? В смысле захоронения? Это же как переработка. И ручки, вот они, а. То, что после этой переработки 90% материала останется в нашей стране навсегда именно как радиоактивные отходы, об этом власти, конечно же, будут умалчивать. И это никакой случай. После таких решений от власти отвернутся даже ура-патриоты. Правительство возобновляет завоз в Россию ядерных радиоактивных отходов из Франции после 3-летнего перерыва. Нормально, да? То есть санкционные продукты питания завозить в Россию категорически запрещается, а вот отработанные урановые хвосты, это, пожалуйста, как говорится, для любимых граждан, ничего не жалеют. Судно Михаил Тугин доставит 10 контейнеров с объединенным гексафторидом урана в Санкт-Петербург для переработки. Власти употребляют именно такую терминологию, потому что по законодательству официально... Теперь остановимся. Это как раз по нашей теме. Я вам недавно, помните, снимал, видели или нет, в ТикТоке или куда-то я загружал. Еду, короче, по Бельгии, по Брюсселю еду, короче, на велике. И тут бах, вижу Лукойл. Наш Лукойл, татарский Лукойл, который через 30 пизды уже перепродан, непонятно, кто там сейчас хозяин, блядь. Сечин или Дугин или Хуюгин, блядь, кто там, блядь. В итоге, кто там, блядь, непонятно, блядь, хозяин Лукойла, и он продается здесь в Европе. Я же вам один раз уже озвучивал об этом. И идет война. Тут то же самое. Я, живя во Франции... В Россию запрещен ввоз из других стран радиоактивных отходов. Понял эту фишку. Франция при мне в 22 году нормально торговала, работала с Россией. Не помню, какими товарами, но явно все это четко было. Только как будто бы Ашан ушел. Ну, Ашан, потому что это частное предприятие. Ашан ушел как будто вроде бы. И все. А остальные вот эти Даноны, Хуёны, блядь, все же там есть у вас. Понимаете, вот какой идет лицемерная тема. Потом вы, помните, вы что сделали здесь, в Европе, везде? Ой, мы не будем яхудскую хуйню покупать, вот это, еврейскую, блядь. Что вы там, стоп, блядь, печенье, стоп, блядь, KFC, Макдональдс, блядь. Хуйней начали маяться люди. Идиотизм полный, я вам скажу, блядь. Понимаете, вот то же самое. Как торговали с Израилем, торгуют, торговали с Францией, торгуют, с Брюсселем торговали, Лукойл, торгуют. Теперь, если... Хорошо, он подметил, вот мы увидели. Если завезут вот это дерьмо, ну а что, нормально? Нормально. А почему? Потому что земля, так сказать, вот этих узкожопых, это же не их земля, им не жалко. А чё, блин, сейчас завезут куда-нибудь в Башкортостан или куда-нибудь в Сахалин, куда-нибудь в задницу, Якутию, и скажут, ну это же не ихний, пусть дохнут. Вон же Казахстан, пол Казахстана в Байконуре дохнут, болеют до сих пор раком или и так далее. Вот пусть дохнут, думают. Вот что у вас происходит. И вот это и есть, блин, наша терпимость, терпилость ваша. Понимаете, мы терпилы. Все вместе взятые, терпилы. Мы смотрим так, да? Почему? Вот, допустим, один говорит, другие говорят, а ты пойдешь? Если ты пойдешь, я пойду. Нет же таких. Ты пойдешь, я пойду. Нет таких. Нет, блядь, сказать, блядь, давайте вместе пойдем. Почему мы вместе не можем идти на Москву? В чем проблема? У Бондаренко там темы, наверное, до хрена. Я даже не подписан, видите, нахрен он мне нужен. Он как бы не в моей компетенции. Иногда прикольные вещи он рассказывает. Но суть не в этом. Суть в том, что, знаете, он рассказывает такие косвенные вещи, которые не дают развал России. Это не для развала России он говорит, понимаете? У него нет в голове развала России. У него есть всего лишь просто задача, работа у него такая, говорить, критиковать, а Москва как будто бы не слышит его. И Москва делает так, что его нету.
А он делает, что он работает. Вот и все. Вот оно так. Жириновский 2. Был до этого Навальный. Навальный что-то, блядь, присягнул сразу Европе. Поэтому его убрали, Навального. А этот не вылазит никуда, Бондаренко. Он не присягает никому. Поэтому он там и живет. Жириновский. Нормально. Дальше уже не будем говорить. Идем дальше. Ну вот тема, правда или нет, но это 1000 раз они переделают. Глубже Байкала, короче, канал какой-то. Тут о чем они говорят? Тут пишут, 1 марта 26 года в России интернет станет обычным рубильником. Постановление 1667 официально позволяет государственно централизованно управлять трафиком, замедлять его и полностью отключать внешние каналы связи под предлогом критических угроз. Ну все, Китай 2. Вы в ловушке. Как в Китае будет там порно-канала нельзя, еще какие-то каналы нельзя. У вас то же самое будет. Может наоборот только. В России можно будет порно-каналы, а вот З-каналы или там навальнистские каналы нельзя будет. У вас будет все наоборот, понимаете? Маньякские каналы вам разрешат, всякие ебанутые каналы, а то, что нужно по-человечески, да, ведь вам не разрешат. У вас будет все наоборот, не как в Китае, блядь. Потому что Китай не болеет тем, чтобы он готов к самоуничтожению. Там не худилить там в Китае, все китайцы, блядь. А в России, блядь, как мы помним, 179 там или 169, 179 национальностей. О, вот про него мне тоже в один день, да, говорили? Ну, этот что говорит? Вот все повылазили мне тут. Этот тоже сказочник, который как бы непонятно, с навальнистами он или с кем. О, машаллах, 105 человек. Всем салам еще раз. Благодарю за присоединение. Максимально репост. Давайте вот послушаем как раз, что он пиздит, Ступин этот. Россия за свой счет. И вот сейчас, соответственно, деньги от газа пойдут. Тут, наконец-то, «Газпром» начнет поставлять бесплатно газ. Но есть нюансы. Не россиянам, а туркам. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он говорит, что договорился с Путиным в Китае, что деньги за российский газ по голубому потоку будут оставаться в Турции, как вот там посредника, и пойдут на финансирование, на оставшееся финансирование строительства атомной электростанции в Аку, это тоже Турция. Эту электростанцию строит Россия за свой счет. И вот сейчас, соответственно, деньги от газа пойдут тоже туда. В итоге практически за бесплатно турки получат у нас электричество и газ. Я не знаю, зачем все это нужно Путину, но заплатим за это мы с вами, потому что нам повышают тарифы на ЖКХ с 90-х годов. Рахмат. Правительство и президент должны закончить войну с Украиной, на этом основании добиться снятия санкций и по рыночной цене продавать газ и другие природные ресурсы в Европу. За счет чего сделать эти ресурсы бесплатными для россиян. Наконец-то «Газпром» начнет. Теперь озвучим, вот как хорошую тему он поднял. Последние его слова в этом видосике. Наконец-то «Газпром» начнет поставлять бесплатно. Где-то говорит звук у него. Есть нюансы. Не россиянам, а туркам. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он говорит, что договорился. Вот. Короче, смотрите. Что он говорит? Газ поставлять в Турцию бесплатно, да? И вот этот момент он говорит, а нужно же, говорит, продавать, да, ведь надо же продавать, говорит. Вот прикиньте теперь, получается, наш газ регионов, он хочет продавать. Вам не дает ли это такое ощущение звоночка, что этот черт, как его зовут, Ступин,
не хочет, чтобы мы разделялись. Вы где-нибудь, в прошлом я очень много его слушал, вы где-нибудь его слышали, чтобы мы разделялись? Он же против. Это пидорас из навальнюшской системы. Это система навальнистов, блядь. Но только он как бы вроде бы не с ними, он как бы сам по себе, потому что он же, Гондон, был депутатом, и как бы, да, депутат Ступин, блядь, съебался. И получается, как бы ведет свой блог, да, его слушает какая-то дичь, это узкожопых. Сейчас я отвечу этому лордиузом, блядь, какой-то. И получается, какая-то часть лагеря узкого мира разделено под него. Но он как бы, ну, если замахнется, эта пидораска навальнистка скажет с Германии, типа, заткнись или что-то в этом роде, он скажет, окей, мы с вами. Но они все будут в куче. Почему? Потому что каждому нужно, блядь, сорвать, он же депутат же был. Что, ему не хочется вернуться, что ли, в депутатский мандат свой, блядь? Конечно, вернуться хочется ему. И в итоге после этого что происходит? Происходит вот эта хуйня. Он никогда не отдаст Чечню, Дагестан, Башкортостан, Татарстан, он нихуя не отдаст. Вот нам этот звоночек. И теперь после этого звоночка 227 человек. Я тебе отвечу вот этим лордиузом. Чел, ты на русском говоришь, кто тебе разрешал? Я тебе, не знаю, отвечал или нет, ты был или нет. Я вам уже заебался отвечать, блядь, вот реально. Русский язык, как казахи всегда говорят, создан из тюркских слов. Из тюркских слов, блядь, сделано этот ебучий ваш язык. Так что, блядь, нахуй, он общий язык, блядь. Не вы, нахуй, его создали. У вас, блядь, кроме, блядь, Иванушки дурачков, блядь, нахуй, и лаптей, ничего нету, поймите. Где ваш финно-угорский язык, блядь? Найдите мне финно-угорский, блядь, язык, блядь. Он не назывался русским. Финно-угорский язык мне, вот откопайте нахуй. Во-первых, государство откопайте, потом язык мне найдите. Найдите мне этот язык нахуй. Вот до конца этого эфира найдите мне этот язык ебаный и предъявите, какой он был на слух. Напиши что-нибудь на своем финно-угорском языке. Напиши мне что-нибудь нахуй. Только не на финском, блядь. Пиши, блядь, на финно-угорском, именно, блядь, к которому, этому ебучим лаптям, к которым вы относитесь. Бурлаки. Бурлаки на каком языке говорили? Пиши вот на нем. Есть это финно-угорский язык? Есть он вообще? А то заебали вы наш язык. И что он дает вам язык, блядь? Вы таким образом зашли в Украину, наш язык притесняют. Хотите зайти в Казахстан, там тоже притесняют, да? Пиздец. Пиздец. Я херею над такими людьми, блядь. Ну, наверное, в комментариях ему уже ответили, наверное. Так, если он будет говорить на родном башкирском, его будут понимать дагестанцы, чеченцы, ингуши и другие народы. Балабол двухстульный. Да, блядь, лорд нахуй. Лорд, блядь. Ну, пиздец, ты возвысил себя, блядь. Да ты чмо, блядь. Болотное, нахуй. Иди ищи свои лапти, нахуй. Пиздец, блядь. Ну, поражаюсь над такими людьми, блядь. Смысл тогда на русском, Иван Кизи, смысл тогда на русском говорить? Ну, в каком смысле? Смысл тогда на русском разговаривать? Я не понял, кому это ты говоришь. Блядь, на каком разговаривать? Сука, блядь, мне 40 лет, блядь. Вы, пидорасы, с 1 класса, точнее, нет, блядь, с детского сада, сука, в СССР вы внушили нам азбуку ебучую, эту морзу, блядь. АБВГД, блядь. Вы учили нам, блядь, стихи Пушкина сраного, блядь. Кто учил, блядь? Нехуй было заходить тогда в Узбекистан, блядь, Казахстан, Башкортостан, Татарстан. Не надо было приезжать. Хули вы мой язык, блядь, тюркский, нахуй, в сторону убрали. И потом вы мне что-то хотите сказать, блядь, не говори на русском. Откуда вы нахуй появились? Идите нахуй, идите другие каналы смотрите, где вас любят. Идите там. Мы тут вас ненавидим, нахуй. И смотрите другой канал, блядь. Не нравится? Иди нахуй отсюда. Я же вчера только говорил вам. Так, вот.
Дальше идем. У министра финансов РФ Антона Силуанова, приехавшего на саммит Шанхайской организации сотрудничества с Путиным, спросили, как он расплачивается в Китае. Ответ в видео. Окей, давайте послушаем, как же этот пидорас расплачивается. Где его звук? А, он вообще не платит. Охуенно. Наша налоги. А чем вы здесь в Китае расплачиваетесь? За вас платят мы, наши налоги. А чем вы здесь в Китае расплачиваетесь? За вас платят мы, наши налоги. Короткое видео. Понятно. Давайте комментарии почитаем. Я люблю такие темы, блядь, разворачивать. Там именно в комментариях интересно, понимаете? Этот Силуанов, пидорас, в Китае ничем не расплачивается. А чё, почему? Потому что, блядь, Путин уже, блядь, автоматически заплатил нахуй. Всем, чем может, блядь. Сука. Ушел, короче, чувак, сидел возле меня, нахуй. Турк сидел возле меня. Или Курт. Курт или Турк возле меня сидел. Заебал меня, нахуй. Сука. Нахуй он присел, говорит, можно сесть? Ну садись, я говорю. Нахуй он приперся, я не понял. Сидел, слышал меня, ушел. Поэтому я не могу, блядь, раскрепоститься. Заебали все. Не хочу сесть на по-нормальному. Он тут расселся, ноги задрал на стол, блядь. Пизду, блядь. Заебали. Я себе место сделал, да, чтобы я здесь сидел, блядь. Ну, на диванчике, блядь. А он приперся на вторую половину дивана, блядь. Не вытерпел, ушел. Так. Я почитаю потом эти комментарии. Я, иншаллах, почитаю. Так, 178 человек. Вот давайте почитаем здешние комментарии. Видите, какие? Комментарии охуенные, да? Так, ну, в принципе, они правы. Наши налоги, это их налоги. Они настолько зажрались, что даже не стесняются это говорить вслух. У Сечина скоро ряха тряснет. Вот как раз, вспомнишь, говно, это Сечин был рядом, блядь. Жиробас, блядь, Сечин. Ну и рыло у Сечина. Смеются над народом в открытую. Ох, два гондона. Бал сатаны. Нельзя так высмеивать народ государства, в котором живешь. Ой, блядь, кто-то там так, блядь, заныл. Сионистские рожи кто-то написал. Много дальше ему кто-то пишет. Ты чё, дурак, блядь? Русские же. Русские, у них, блядь, все. Русские же. Пыня тоже еврей. Ну, явно русские на такой не способны. Мишустин, например, да. Представь себе, и он тоже. И узкие рожи. Здорово, кастрюля. Чё от ТЦК, где прячешься сегодня? Нашей нефтью, алмазами, лесом, золотом, газом и всем остальным. Истина, наша народная земля русская, и для нас Акучка пользуется. Ой, блядь, русская земля, оказывается. Я, блядь, ха-ха ловлю иногда комментами. Я кайфую от этих комментов иногда, блядь. Иногда я что-то пишу там, блядь, и потом к утру у меня, ёпта, блядь, там, врагов наживаю, блядь, сразу. Дайте угадаю, но русских на Бомбасе надо было защищать. Граждане добровольно отказались от приватизации в 90-е, продавая акции компании за бесценок. Чего вдруг что-то им должно принадлежать? Граждане добровольно отказались... Чё? Дичь какая-то. Ушлепки кто-то написал. Это уже невозможно смотреть и слушать на физическом уровне. Люди нашей родины сами позволяют такое отношение к себе. Ну, иногда, блядь, у русских просыпается какая-то, нахуй, такая селенка, нахуй, пиздануть что-то, да, ведь? Но в то же время, блядь, это слова. Это слова, у которых нету, сука, пухтасыс, да, у нас, как это говорят, бессмысленно, вот это, косвенно, без корня, блядь. Так, Сечин с зарплатой в 4,6 ярда, по сути, может так утверждать. Сделали РФ сырьевым придатком Китая, сдали суверенитет, чтобы сбрендивший дед и в движухе поиграл и довольный. Расчет очень скор, и в тот момент вы смеяться не будете. Это олигархи Путина, у него 180 там зарплата в месяц.
Там до хера нулей, короче. Кто-то что-то кинул. По итогам 2024 года Роснефть стала крупнейшим налогоплательщиком Российской Федерации. Общий объем налогов, который компания заплатила в консолидированный бюджет, составил 6,1 триллион рублей. С учетом подрядчика и партнеров сумма налоговых платежей составила примерно 7,1 триллион рублей. Об этом говорит Сечин. Теперь остановимся здесь. Мне вот люблю иногда цифры, короче, которых я даже нихуя сам не понимаю, но люблю почитать про цифры. Смотрите, прикиньте, 6,1 триллион рублей это Сечин, который, блядь, Газпром хуйней, Лукойлом, да, сейчас рулит, да, я как понял, про это же Роснефть, да. Получается, вот эта вся дичь стала Роснефтью, и Лукойл, блядь, и Татнефть, Башнефть, блядь, там, Дагнефть, Чечня, короче, все это, блядь, Роснефть, да, это, ну, как бы, это российская нефть, да. И вот прикиньте, блядь, 6,1 триллиона, блядь. Я не знаю, это ебаный в рот, там, сука, калькулятор не хватит. И эта сумма, вышедшая, блядь, из наших недр. Нужно понимать корень, блядь, этих цифр. Не нужно говорить, что это Россия. Забудьте нахуй. Это наши бабки из наших недр, которые нам Аллах Таалям дает, чтобы мы жили красиво. И потом, я сейчас, как вот мусульмане, понимаю, почему же мы мискины? Почему мы мискины, блядь? Аллах Таалям нам дал в этих землях нам все, оказывается. Почему мы? Потому что мы трусы. Имеется в виду, блядь, вот эти гоблины, которые внутри, манкурты, которые, блядь, схавнули, блядь, глотнули вафлю, блядь. Понимаете, вот в чем прикол. Вот, блядь, вот наши цифры, блядь, 6,1. Сумма налогов 7,1, блядь. 6,1 и 7,1, блядь. Ну похуй, блядь, пусть 5,1 будет, уменьшим, окей. Чтобы правдоподобно было. 5,1, но это же ЕПРСТ. Разделить, если на те республики, откуда одно вылазит, не говоря о золоте и алмазах, и не говоря о других каких-то чермедах, блядь, нахуй, металлах и так далее, блядь. Руда, муда, хуйда, муйда, вот эта вся дичь, откуда она вылазит, блядь. Все это, если посчитать, там же охренеть цифры, блядь. Конечно, блядь, я поражаюсь одной темой, блядь. Вот эти навальнисты, ну, так сказать, хитровыебанные, умные какие-то пидорасы, я их только так могу назвать, блядь, пытаются, нахуй, сорвать куш, блядь, перед своими узкожопами, вот как бы, по идее. Не то, что там мы, блядь, мы вообще нахуй во втором фланге, блядь, может в 10-м фланге мы. Вот эти ублюдки, блядь, хотят, блядь, подобие нахуй Навальнюк, там, или там Гондона, блядь, этого Чичеваркин, блядь, если правильно сказал, блядь, Ходорковский, и это вся эта дичь, блядь, нахуй, Карпов, блядь, Карпов или Карасев, блядь, этот шахматист ебаный, блядь, Полову, хуй поймешь, кто он, армян, не армян, что за черт, еврей, блядь, ёпта. Вот, и эти уроды пытаются, блядь, растербанить, блядь, потом, блядь, пидорасию, допустим. Мы почему, блядь, нахуй, тупые, что ли, блядь, чем они, что ли? Почему мы не можем это забрать, блядь? Это все из наших недр вышедшее бабло, блядь, утекает куда-то. А мы, наши бабушки, деды, все жили, блядь, еле как. В деревянных домах, блядь. Из шпалов, из хуй поймешь из чего построенные наши дома, допустим, были. Мы до такой степени в нищете жили. Для чего, блядь? Что вот эти ублюдки, блядь, были довольны, и мы просто тихо жили? Я думаю, блядь, нахуй, здесь, если мы вот это сейчас глотнем, блядь, у нас, получается, нет мужиков, блядь. Блядь, среди этих ебаных манкуртов есть мужики или нет, блядь? Вот это меня, блядь, волнует, блядь. Почему до такой степени, сука, вот эти русские татары, нахуй, и всякая дичь вот эта манкурская, блядь, как вчера, блядь, мозга ебал. Вот эта дичь, почему? Просто удивительные моменты, блядь, с этой, вот,
от комментариев в ахуй становишься, блядь. Ну вот эти ведь люди пишут его, да, ведь порой, нахуя он написал его? Получается, значит, он же не долбоеб, он же написал, предъявил, блядь. Ну, если это происходит у людей, ну, есть же в наших республиках такие люди, вот те же, кто здесь в комментариях сидит, те же люди, да, допустим, есть же такие люди, ну, почему нам не объединиться бы, а? Почему нам, нахуй, не объединиться, взять в руки оружие, блядь, и ёбнуть по Москве, блядь, хорошенечко, блядь, а? Сколько мы будем уже, блядь, пиздеть там, Руслан пиздит, тут этот, другой Руслан, опять миллион Русланов, блядь, и среди них вот этот, я, блядь, шароёблюсь, где-то там, что-то пытаюсь донести вам. Почему мы, блядь, мы будем это, сколько нам пиздеть еще, блядь, чтобы вы взяли в руки оружие вместе со мной? Я же не говорю, что вы возьмите, а я посижу здесь, дальше буду вести эфир с горячих точек, блядь. Я же не буду так говорить, да ведь? Ну это же вообще ха-ха, блядь. Я пытаюсь, честно говоря, набрать, наверное, под себя, так, не под себя, ну, подо мной, будет как-то некрасиво сказано, возле меня людей, которые хотят идти на Москву. Будет вот так, более так красиво, когда у нас будет много понятливых людей, которые, блядь, скажут, все, мы заебались, мы не боимся, нахуй. Я же вам и про страх рассказывал, свои страхи рассказывал вам, блядь, что можно их, оказывается, перебороть, блядь. Страх леса, помните, я вам говорил, страх собак, блядь, страхи, какие-то ебаные страхи у людей есть. Темнота там, там, что-то там, блядь, в лесу идти ночью, блядь, что-то в этом роде, да? Это, оказывается, блядь, это проходимая хуйня, оказывается, прикиньте, блядь. Когда ты там, блядь, живешь, блядь, допустим, под мостом, нахуй, это тоже проходимая хуйня, оказывается, прикиньте, блядь. И никто, нахуй, тебя там не грохнет, блядь, не грохнет, блядь, если Аллах этого не пожелает. Заснешь, проснешься под мостом, проблем нету, это не страшно. Имеется в виду, я вам, какие там страхи я вам говорю, да, те, которые могут быть в голове у людей. Нет в этом страха, блядь. И тут один только есть у вас страх. Ну, самый главный. Идти на Москву с оружием. Почему вы это не прорабатываете в голове? Почему у вас нету это в голове, чтобы оно как-то имело какой-то оттенок вашей жизни в дальнейшем? Чтобы оно давало вам какой-то, блядь, скачок к тому, что вы, допустим, да, ведь будете, ну, как сказать, готовы к чему-то, да, готовы к чему-то, и вы будете как-то к этому, ну, идти. Почему вот этого у вас нету? Как вы думаете? Почему этого нету у вас? Вы задавались когда-нибудь вопросом, допустим, если меня даже нету, да, вы сами себе задавались вопросом, допустим, вы живете в нищете. Ну, давайте не будем скрывать это уже, блядь. Вы живете, блядь, в Башкортостане, Татарстане, Дагестане, там и других республиках в нищете. Вы живете в нищете, эта нищета вам каждый день, ну, показывается в ваших соседях, там, бабушках, дедушках, во всем, блядь. И вы так и живете. Ну, нишләргә инде, deyip нашла, утрасыз, блядь, кутак пошла, блядь. Но это же не дело. Это не дело, что вы сидите вот этим, блядь, так сказать, я в бешенстве. От того, что я здесь сейчас сижу, я в бешенстве, вы не поверите, блядь. Что я, оказывается, ну, себя жру внутри, что я занимаюсь бездельем, блядь. И это меня бесит. Но у меня нет другого варианта. Я должен ждать, блядь. Потому что не я здесь, блядь, босс этой земли, блядь. Мы боссами будем только у себя в Башкортостане и в своих землях. Мы нигде не боссы. Нигде мы не хозяева, блядь. Почему вам не хочется, что ли, быть хозяином Башкортостана и Татарстана? Почему вы не хотите этого, блядь? Очень печально, блядь. Да миллион мыслей у меня, знаете. Вопрос на вопрос, на что хочу ответ получить от вас.
Миллион вопросов. Я всегда помню, в детстве я задавал отцу своему вопросы. И он так отвечал мне без психики. Прикиньте, я вспоминаю всегда отца. Он не психовал, мне отвечал. Рассказывал мне, как ты там, как я должен это понять. Правильно преподносил. Балам-балай, балам-балай. Балам-балам. Вот так. И это, оказывается, было замечательно, блядь. Почему, блядь, нахуй людям не доходит? Хуй знает. Вот насчет воды. Какой-то ролик. Что за вода? Что за хуйня? Давайте послушаем. Около 80-90% отработанной воды, пресной воды. При этом с огромными затратами воды связана добыча нефти. Для одного скважинного разрыва пласта фракинга требуется от 10 до 30 миллионов литров из подземных источников или водохранилищ. А после такого использования она превращается в токсичную смесь соленой воды, нефти, тяжелых металлов и реагентов. And once it comes back out, that's when it's turned into produced water. It's got oil and gas and everything else. Heat with, mixed with, and that's what's produced water. В Пермском бассейне, то есть в Техасе и Нью-Мексико, в 2024 году производилось более 3 миллиардов литров отработанной воды в день. К 2030 году этот объем превысит 4 миллиарда литров в день. Около 80-90% отработанной воды просто закачивают под землю. Она намного солонее морской. В ней содержится нефть, радионуклиды и химические реагенты. При плохой изоляции возможна утечка в грунтовые воды. Кроме того, закачка огромных объемов жидкости под давлением вызывает индуцированные землетрясения. Вот. Короче, вот видите, все вокруг нефть, газ и вся дичь нахуй, оказывается, портит воду, блядь. Вот, американцы сами это понимают. Почему они у себя не хотят больно раскопки делать? Вот мы теперь нашли ответ, блядь. Потому что, блядь, нахуй, все портит экологию. Хотят гондоны жить долго. Долго жить хотят, суки, американцы, ёбаные. Так, вода, давайте прочитаем. Вода становится одним из самых дефицитных ресурсов в мире. К 2050 году более половины населения планеты будет жить в регионах с хронической нехваткой пресной воды. При этом добыча нефти связана с колоссальными затратами воды, которая после использования превращается в токсичную смесь из тяжелых металлов, нефти и реагентов. В США частные компании придумали, как ее еще очищать. Понятно. Они будут очищать, они будут что-то делать, понятно. Но это не будет все равно как природно. Как Аллах нам сделал дорогу через песочные, там, земельные проникновения и очищения, и речки, мечки там, вот это, оно не будет таким. Вот видите, всякая дичь, бассейны страшные в Техасе. Видите, пустыня в Техасе вообще. И тут, это по нашей теме. В Казахстане нет воды. Арал сохнет и так далее. Вот эту воду, которая сверху у нас, его надо хоть как рыть этот канал, вести канал до Афганистана, чтобы и в Афганистане, Туркменистане везде была вода, и само собой в Узбекистане, Казахстане. Вот эту тему нужно, не знаю, хотя бы эту тему надо поднять народом. Это же не война, это тема о орошении, так сказать, не кровеспускания, а водоспускания, я не знаю, блядь, из моря, Северного моря, вниз. Но мне кто-то написал, блядь, не может быть вниз, вверх, блядь, куда она течет. Ну, сделать так, чтобы она текла нахуй в сторону Казахстана. Хоть вверх, блядь, пусть течет. Понимаете? Примерно так. Так. В один момент было 186 человек, я увидел. Сейчас 43. Идем дальше.
А, вот как раз по нашей теме. Прям про язык. Блин, видите, вот все идет пополам. Правильно. Лорд, ты тут? Слушай, вот для тебя это. Для тюркских языков СССР. Известный лингвист Тимур Козырев рассказал, как Россия использовала кириллицу, чтобы разъединить тюркские народы, как в XIX веке, так и в СССР. Масштабной целью была христианизация всех этих народов и заодно разделение тюркских языков друг от друга, то есть создание литературных языков на основе непохожих диалектов, это с переводом на кириллицу, это все еще это не большевики придумали, это Ельминский придумал еще в XIX веке. Когда вводили латиницу для тюркских языков СССР, это была единообразная латиница. То есть, допустим, казахский алфавит, татарский, узбекский, азербайджанский, они все были на одной основе. Вот. А когда переводили на кириллицу, там уже сознательно старались создавать по возможности мало похожие алфавиты. И, допустим, один и тот же текст, состоящий из одинаковых слов, ну, допустим, на казахском и на узбекском в написанном виде выглядит совершенно по-разному, на татарском, допустим. И уже простой человек, не специалист, уже не может читать и понимать даже там, где на самом деле одно и то же. Известный лингвист Тимур Козырев рассказал, как Россия... Ну, поняли, да? Лингвист Тимур Козырев рассказал, что Россия веками использует кириллицу, чтобы разделить тюрков, и они не понимали друг друга. Теперь я вам отвечу. Этот лорд, ха-ха-ха, не лови тут. Я тебе конкретно говорю. Насчет турецкого языка, тюркского, так сказать, будем говорить, да, ведь? То, что там латиница, это... как бы, да, ведь до этого как бы ты можешь не докапываться. У нас был в Башкортостане, в Татарстане свой арабская письменность была. И в Турции, и везде это было. Латиница к нам пришла так же, как вот, блядь, англичане приперлись, типа так. И это нормально. Лишь бы не русский, сука, кириллический язык, понимаете? Вот в чем прикол. Окей. Теперь вопрос. Какого хрена, когда кириллица пришла, исчезла арабская письменность? Я вам в других эфирах всегда говорил. Моя бабушка закончила медресе уфимское, да ведь? Уфимское медресе закончила. Она написала на своем камне погребальном, так сказать, ну, правильно я высказал или нет, ну, короче, тошинды. Narsaga qabrga qo'yila turgan toshni ustine yozdirgan u. G'arab tilida yozilgan unda. Ismi yozilgan туда-сюда, короче. И оставила место, это прикиньте, бабушка умная, до 90 лет жила, оставила место, когда я умру, туда уже напишите остальное. И вот она, Джона Джанатта болсын, ушла из жизни в 88 вроде, в 88 году. Родилась в 98. Сколько будет? 90. Понимаете смысл? Поэтому тут не надо ржать. И плюс, теперь добавлю вам, кроме кириллицы, у этих финно-угров еще был какой-нибудь язык? Точнее, алфавит? Вы скажите хоть спасибо, что вы хотя бы эту кириллицу ухватили. А у нас сколько языков, алфавитов было? Мы и арабский знали, и турецкий, так сказать, кириллицу, точнее, вот этот, латинский алфавит тоже прокатывало. Ваш кириллицкий приперся еще. Это означает опять что? Опять мы знаем до хрена языков, блядь. Это означает, блядь, голова охуенно работала у нас, а не как у вас, блядь. У пидорасов только один русский язык у вас ебаный, блядь. Больше ни хрен, не бельмесы вы, блядь. Вы не бельмесы, как бы без рук пидорас. Что там издевался над моими узбеками? Вот из этой категории, блядь. Поперся он, блядь, в час ночи, блядь, Есенину спасать нахуй на том свете. Уебок. И он сегодня еще загрузил одно видос, типа еще отнекивается, типа не извиняется, не хочет извиняться, говорит, блядь, типа это кто-то там
сделал, типа, блядь, какие-то люди, которые хотят разделить, блядь, нас туда-сюда, блядь, нахуй, начал отмазки лепить, блядь. Черт ебаный. Так что вот так. Так, что-то тут узкожопых дохуя стало, да ведь? Давайте-ка баиньки делайте, идите нахуй отсюда. Заебали уже, блядь. Засоряете, блядь, мне канал, блядь, порой. Думаю, ладно, 1-2 смс, блядь, ну дохуя начинаете писать, блядь. Дичи ебучие. Читать невозможно от нормальных людей. Какая Казань? Имам Шамиль был в ссылке в Калуге. Тюркской письменности русские хотели навязывать финно-уграм. Нет, вот этот момент, если кто есть знатоки, давайте ответим один момент этим пидорасам. Я их заблокировал, но они все равно здесь в эфире будут. Момент такой. Вот эти финно-угры на каком, блядь, нахуй письменности писали до этого, блядь, появления кириллицы, блядь? Кириллка этот уебок-то, блядь, появился в каком-то там с тысячелетий же только. Потом он появился, этот хуй Кирилл, блядь. До Кирилла, блядь, они на каких каракулях писали-то, блядь? Вот это интересный момент. И я думаю, блядь, они писали, блядь, если они как-то связаны с этими финнами, настоящими финнами, блядь. Примерно они писали тоже, блядь, на латыни, блядь, уёбки. Еще будут пиздеть нам что-то, блядь, долбоящеры, блядь. Если бы, я думаю, все-таки они писали тоже на латыни. Почему? Потому что это, сука, Екатерина, блядь, и вся эта дичь ебаная, которая до нахуй этого Кирилла, ездили в Германию, во Францию, блядь, что-то пытались учить там, блядь, языки такие, блядь. Пёзды, так сказать, старые. И в итоге у них тоже был, блядь, явно латынский, блядь. Не было, наверное, такого, что во Франции или Германии не был латынский алфавит. Они за всю жизнь, блядь, создали только один алфавит, блядь. Получается, так? Если до этого нету истории, на каких каракулях они писали, блядь. На чем чертили они, сука. Ну, интересный момент, блядь. Финно-угры это и есть русские. Нет, финно-угры... Нет, если мы финно-угры будем говорить, что это русские, тогда и марийцы, и чуваши, и там, точнее, блядь, Мариэль, и Карелия, и кто там еще, вот эти Эрзя, Мокша, тоже тогда финно-угры. Но получается, у них все одно. Ну, алфавит-то у них другой должен быть. Потому что финно-угры, точнее, блядь, марийцы были многобожниками. Этот хуеплеты финно-угры кем были, неизвестно до этого. Тоже, наверное, многобожники были. Пока крест ебаный им не пришел. Артур Газиз, какой же он дегенерат? У нас в Башкортостане не все такие идиоты. В каком смысле? Ты мне, что ли? Артурчик, если ты мне, вот как раз тебе ответ. Глава Башкортостана предложил ставить на учет психиатра за критику муниципальной реформы. О, бля. Вот, прикиньте, дожили, да? И ты мне говоришь, блядь, то, что в Башкортостане у вас нет таких идиотов. Вот ваш идиот, блядь. Признаешь его, что он идиот, блядь? А? Холокно утре, блядь, нахуй. И ты терпила, тоже идиот, пойми. Ты этого не можешь понять.
Глава Башкортостана предложил ставить на учет психиатра за критику муниципальной реформы. Ради Хабиров на заседании Законодательного собрания республики выступил с инициативой о постановке на психиатрический учет лиц, выражающих недовольство реформы местного самоуправления. Это означает Алсынова, это означает подобие меня людей. И дохуя кого? Габбасова. Всех, блядь. И надо учет на учет ставить. Получается, блядь, нахуй, из нас Рамиля Саитову, или как ее там, Рамиля Саитова, или как ее фамилия, не помню. Вот, всех, да, на учет надо ставить. Ее так и так в психушку пихали, блядь. Думали, блядь, сделать из нее дуру. Предложение было встречено аплодисментами. Нихуя. Мына, сен меня еще сөйлейсің мында, блядь, құттақ баш, блядь. Сізді өзіңізді крыша кеткен Башкортостанда, блядь. Аплодисмент депутата регионального парламента. Конечно, блядь. Все боятся Хабирова, блядь. Ранее, в конце 2020 года, сам Хабиров критиковал изменения в системе местного самоуправления. Но к маю 25 года изменил свою позицию. Ну, где тут, блядь, не долбоёб? Конкретно долбоёб Хабиров? Конечно, за критику, блядь, нахуй. Если у вас, блядь, Путина, еще какие-то пидорасов, начинаешь, блядь, что-то говорить, блядь, все нахуй. Ты этот, агент, блядь. Ты агент, нахуй, работаешь на, сука, на Европу, на Америку и так далее. Все, тюрьма, нахуй. Давайте почитаем комментарии теперь. 230 комментариев. Ну, в первую очередь, надо ставить на учет глав администрации. Ну, вот прям, блядь, с языка сняли. Глав администрации. Не то, что глав администрации. Хабирова, начиная, ее жену, его жену и так далее, и так далее. Вытянуться нахуй. Путина тоже нахуй. Давно уже комиссовать надо. За такие предложения пора и уголовную ответственность нести. Охуенно. Звезданутый из звездного городка. О, прям, блядь, мои любимые слова. Кутакбаш. Так его называют Башкории. Так кто-то написал, блядь. Лайк поставлю, нахуй, ладно, блядь, от меня. А что означает? А что означает? Кто-то даже не знает, что такое. Дословно на русский головка полового члена, блядь. Залупа. Залупа достойно, оказывается, оценили, прикиньте, блядь. Видимо, таковым он является, судя по его гнилому базару. Ну, не зря же, наверное, такое название дали. Сука, я охуею. Так, да вот. Все больше посещают мысль, что руководителям всех уровней необходимо проходить обследование психического здоровья раз в год как минимум, а лучше парочку, впрочем, без регулярной сменяемости власти. В результате честных конкурентных выборов все бесполезно. Едим Россию, будет и дальше орудовать, плюя на народ сверху подобными инициативами. Ну и так далее, короче. Тут 230 не прочитаешь. Ну вот, интересно, да? Ну это такой канал «На дне медиа». «На дне медиа». Если интересно, можете подписаться. Шоп Кузнец. Вы татарин? Да, я татарин, да. Не татар малая, я. Ничего не похоже, да? Вот. Ну это любимые индусы. Москвич пожаловался на иммигрантов, что они не понимают. Ну это старое, давно я видел. Ну вот, скоро индусы вас будут дрючить. Ох, как они готовить любят, да, чисто, блядь. Индусы готовят чисто, блядь. Они будут чистыми, как сказать, блядь, готовить вам еду, блядь, баланду индийскую, нахуй. Будут везде, в Москве открыты индийские рестораны, везде, блядь, ёб твою мать. Там Париж будет отдыхать, нахуй, от этих запахов, блядь. Сука. Ага. Президент Таджикистана демонстративно прошел мимо Матвиенко. Короче, Эмомали Рахмон, долбоеб, не дал руку Матвиенко, а дал рядом стоящей женщине.
Ага, нихуя себе. Матвиенко не дал руку, блядь. Сука. Пиздец, блядь. У них своя игра какая-то пошла. Но остановимся здесь. Давайте эту тему я давно хотел поднять, не получается. Тут люди, а то обидятся. Есть тут таджики там и так далее. Ну, мне похуй. Короче, смотрите. Расскажу про эту пятерку. Ну, так сказать, Туран. Вот это, как обычно, который я рассказываю вам. Это вся вот эта дичь, которая происходит сейчас. Да, ведь есть одна категория людей, они меня заебали, честно, блядь, которые говорят, что вот сейчас президенты наши решат, и мы заживем охуенно. Давайте я вам это, блядь, сейчас растолкую конкретно. Вы не заживете охуенно, поймите. Поймите эту хуйню, блядь. Я вам буду сопоставлять Каримова. Ислам Каримов был, помните? Гондон, блядь. Сдох, пидорас. И вот он что делал? Я вам 1000 раз говорил. Когда, блядь, нахуй Ельцин, блядь, и всякая дичь, когда делала, когда он резко на Америку смотрел. И потом Москва приходила, уки, каравай, чай, май, блядь, отправили нахуй. Башкирский мед, все, уладили. Потом Каримов, ладно. Понимаете смысл? И всегда идет такая дичь еще, что Каримова Путин прислушивался. Все-таки Каримов старше его был. А он сосунок ебаный. Это ладно. Теперь расскажу про вот эту тему, о чем я думаю. Запахло порохом. Уже воняет. И крысы с тонущего корабля начинают бежать. Все азиатские президенты — это крысы. Поймите это. Про наших манкуртов пока не будем трогать. Россию не трогаем. И эти все президенты, которые создать хотят Туран с Эрдоганом, это хуйня полная. Это хуйня полная. Почему? Диктатура ваша никогда не закончится, пока эти ублюдки корень-то пустили. Порядка не будет ни в Казахстане, нигде. Даже вон та Динара, которая выходит в эфир с Русланом, не поможет. Ваши восстания в Казахстане не помогут. В Узбекистане тишина, блядь, пиздец, нахуй, как будто утюгом погладили. Кыргызы пару раз забушевали, а сейчас, блядь, тюремщика своего ебаного в жопу целуют. Кыргызы еще мне рот затыкают за это. Туркменистан хуй сосет. Туркменбаши. Эрдоган, блядь, жмот. 400 тысяч армии, нахуй, не дает пиздануть, нахуй, по Москве. Пояснение, да? Кто-то, блядь, Алиев. Кутахбаш тоже, блядь, тот еще. Алиев что сделал? Ничего. Без Эрдогана он пернуть даже не может, блядь. Эрдоган что скажет, Алиев сделает. Ничего он не может сделать. Так что это два брата. Их нахуй списали. Теперь будем поговорить. Казахи, узбеки, кыргызы, таджики. Ой, забыл, блядь. Таджики. Ну, Туркменистан не будем пока ставить. Вот 4 брата-акробата. Д'Артаньяны, блядь, ёпта. Вот эти 4. Теперь прикиньте. Вот как раз здесь они делают игру с Россией. Тут еще Лукашки, какашки нету, блядь. Где он, пидорас? Ну, понятно, он, сука, московская дичь, короче. Но суть ладно. Но тут вот эти 4, блядь, страны мусульманские, когда делают такую игру, это подготовка к переобуванию. Вдруг, если пизданет Москва, ну, пока, конечно, гарантии нет, что она пизданет где-нибудь. Пока мы не зайдем, она не пизданет. Эти хотят переобуться под Америку, чтобы Америка спасла их. Тут вопрос всем аудиториям. Кто за, и вы определитесь, кто ваш враг. Казахстану касается и всем остальным. И не нужно мне мозги пудрить, особенно Казахстану,
что ваш президент, ну, какая-то часть, типа сделает Туран, Муран, блядь, спасение. Не будет ничего. Bir narsa onday narsaga bo'lmayashaq, siz shuni anlag'iz, блядь. Хуета это все, это басни Крылова, блядь. Я за то, чтобы каждая эта республика сменила, как мы хотим сменить Путина. Вы смените, вот тогда будет Алга Казахстан, Алга Узбекистан, Алга Кыргызстан и Таджикистан. Вот только тогда. Тогда только будет изменение. Но вы с этим Эмомали Рахмоном, Тукайкой, блядь, Мирзияевым, вы ничего не сделаете. Джумартом этим, блядь, как это, Джумарт или как того, кыргыза как зовут, блядь, хуй, тюремщик я его называю. Пидорас, блядь. Кыргызам тоже вы ничего не сможете сделать, поймите это. Никогда вы ничего не сможете сделать, сука. Менять только, расстрел нахуй этих президентов ебучих. Менять их, блядь. Только потом, вот здесь, вместо Матвиенко, блядь, уже стоять будет не российская, нахуй, какая-то делегация, а будет стоять Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Чечня, Дагестан и так далее. Но не Москва. Надеюсь, я вам разъяснил. Конечно, коротко получилось, надо было подлиннее. Но примерно я вам дал книгу, так сказать, которую вам надо подумать о том, что, так сказать, что вот эта дичь, это самообман. Насчет лагерей, которые разделятся. Вот я, наверное, считаю, я с одного лагеря, который против Москвы. Но есть в Казахстане и в Азии есть лагеря, которые за Москву, блядь. Вот это дичь еще есть, понимаете? Которые за Москву, блядь. После этого, это не манкурты, постойте. Три лагеря есть, 3 лагеря. Есть, короче, один лагерь, это мы, зачистка полностью. Второй лагерь, ну, как наши прекрасные манкурты. Манкурты. И третий лагерь, которые хотят Алга Казахстан, но не понимая сути Алга Казахстана, с этим Тукайкой, с Мирзияевым, с Эмомали Рахмоном и кыргызским президентом. Вот это дичь, это третья дичь. Есть еще 4-я дичь, конечно. Такая, ну, вообще не видно их нахуй. Это вот как та Динара, наверное, тоже непонятно. Казашка, которая ведет с Айсеном за развал России, да, примерно. Это вот эта часть, но их нихуя я не вижу. Я их не вижу вообще нигде, блядь, ни по Европе, нигде. Куда они спрятались, сука? Вот эта часть это. Имеется в виду, это азиатская нахуй хуйня, можно сказать даже, блядь. А не алга, блядь. Это те дичи, непонятно, что они хотят. И в то же время у них тоже мысль Туран. У них мысль Туран. Они цепились в этот Туран. Но у них нету прогресса. Понимаете смысл? Вот 4 группы, блядь. Даже, блядь, 3 думал, 4 становятся, блядь. 4 группы. Вот это непонятно. Из этой группы более-менее адекватные, я считаю, это мы и те, которые говорят за Алга Казахстан. Но вот этот Алга Казахстан, с каким президентом и Узбекистан также относится, и Каракалпакстан, если он хочет отдельно, Кыргызстан, Таджикистан. Где они? Понимаете, скучно. Скучно базарить о том, чего нету. Вот этот момент. Поэтому, когда демонстративно вот это снимает, самое интересное, кто это? ДД News.
Это ДД Ньюс, я не знаю, кто это. Кавказ, что ли? Ну, наверное, как-то захотелось ему это прорекламировать. Но у Кавказа своя история. То, что если не признали Матвиенко, это как бы, ну, это кавказская история. Но она ни хрена не касается Азии. Понимаете? Имеется в виду, в Азии как бы вот эта внутренняя неразбериха, она нас не касается по сути, блядь. А вот наша неразбериха внутри касается их прямолинейно, потому что путиносос, нахуй, влияет и на вас. Поэтому вы глаза закрыть не можете. Вот здесь-то и получается у нас тупик. Почему я это вам увидел, вот это, почему я эту тему как бы более-менее развил? Потому что есть люди, которые, ну, недавно мне сказали, что вот я, говорит, топлю за Путина. Но я не буду раскрывать, что за человек. Но человек говорит, я топлю за Путина. А ты, говорит, топишь против. И такое бывает. Понимаете вот смысл? Вот самый интересный момент, блядь. И я озадачился этим. Озадачился, знаете, вроде хороший человек, а он, оказывается, за Путина. Вот это меня спечалило. И самое интересное, человек-то из Казахстана, понимаете, вот что прикол, блин. Получается, что из 10 тысяч подписчиков в этом ТикТоке, получается, аж сопоставим с этим одним человеком. Вот это у меня как-то неприятно появилось у меня на душе. Блять, я говорю, в Европе человек топит за Россию. С Казахстана. Ну, нацию не буду говорить. Вы сами поняли, наверное. Понимаете? Блять, тяжело мне, блядь. Ну, вот так вот, понимаете? И идиотизм полный для меня этот процесс, момент, понимаете? Очень тяжело. Поэтому я считаю, что вот такая ситуация. Давайте, ладно, забудем об этом, продолжим дальше. Давайте посмотрим, что вы тут написали. Так. Уверен, если тебе, как Киселеву или Каска, буду платить и выведут на Первый канал, то тоже будем. Астафируллах. Никогда такой темы не будет. Я вам почему про мост, блин, говорил до этого? Или тебя не было, Фара? Я тебе скажу, блядь. Я из тех людей, блядь, которые, блядь, нахуй, блядь, и в лес могу сходить, и под мост могу сходить. Как говорится, мне похрен. Не в этом дело, блядь. Ой, блядь, я просто офигею над людьми, блядь. Порой какие-то странные манкурты-предатели. Ну да, вот именно. Да, тут и непонятно, кто сидит порой. Манкурты... Вот именно. Весь Башкортостан с Татарстаном кишит от этих манкуртов. Вспоминаю вчерашнего какого-то русского татарина. Русский татарин, бля, меня взбесило, блядь. Из как те два видоса, которые видели, наверное. Дагестанец, русский дагестанец победил где-то в UFC. Дагестанский русский, нет, или русский дагестанец. Это писец, прикиньте. И второй видос был такой. Узбекский русский сделал плов в Америке. Узбекский русский. Русский узбек. Русский узбек сделал плов в Америке. И просто охереваю, блин. Понимаете? И разбогател. Русский узбек. Охренеть, охренеть. Просто у меня пипец, блин. Уши охреневают, блядь. Вот так, понимаете? Русский чеченец.
победил где-то. Но вот когда избили русского лица кавказской внешности, чеченцы и дагестанцы. Интересно, да? Лицемерие, блядь. Двойные стандарты. Значит, тупизм. Поэтому понять нужно такой момент, что когда вот тут есть вообще адекватные русские, которые хотят просто жить в своем московском болоте, блядь, и больше не рыпаться. Есть такие нормальные? Я говорю по-нормальному, блядь, вам. Понимаете? Вы, пока вы на коне. Но у нас так говорят, что бывает, что и под конем можете оказаться. Моментом бываешь на коне, и под конем можешь оказаться. И не проблема это, блядь. Вот это именно такой, да, ведь поговорка интересная, да, работает. Салавата Юлаева убрали с коня, но нас-то не уберете. Мы пешком придем. Как по-узбекски пьода придем мы. Нам проблем нет, нам конь-монь не надо. На велике я приеду. Надо будет, блядь. Вы же ездили на самокате убивать украинцев. Так что мы тоже приедем на самокате мочить вас, блядь, москалей. Примерно так. Ой, блядь. На самом деле есть прогресс. Азербайджан Карабах вернул. Это коридор в Азии. Турция еще для тюрков ввела закон, чтобы работать можно было. В целом стараются, но боятся пока. Ну, это очень такие косвенные вещи. Я это вижу. Рахмат за комментарий. Я это вижу, я это понимаю, но не хочу пока как бы рано радоваться. Почему? Потому что пока Эрдоган очнется, мне кажется, он сдохнет. Проблема Эрдогана в том, что он думает об Америке, ну как Каримов, и думает о России. Но ни хрена не думает о третьей стороне. Татар, башкиртов, чеченцев, дагестанцев. О мусульманах он не думает. А то, что там этот Айсин сидит в Турции, Фарид Закиев приехал из Турции во Францию, да? Это вся хрень. Кашапова люди есть в Турции. И что, тоже хрень это? Кашапов сидит в Англии и посылает своих засланных казачков куда-то там в Турцию, поговорить там, приблизиться к верхушке Эрдогана и так далее. Это что, это дело, что ли? Поэтому я вас призываю одной вещи. В тот день начинал эту тему, что-то меня перебили с пантологии. Давайте сегодня закончим этот разговор вот таким образом. Мысль мою. Вот мы когда-нибудь соберем свою делегацию или нет, в конце концов? Молодую делегацию. Молодая делегация, не нужно делать там какой-то, как это называется, депутатскую какую-то тему там или партию. Партию не надо. Нам не надо эта партия. Нам хотя бы какую-то делегацию мы можем собрать, которая сходит, надо будет Эрдогану, надо будет Европейскому Союзу, перепиздим все об этом, поговорим конкретно, что почем. Когда у нас это будет? Потому что подобие меня, нахуй, кому я нужен, блядь? Это я вам просто пытаюсь глаза открыть. А кто-то должен с весом это делать. Я могу, как говорится, поддержать своим, так сказать, пусть знает, каким-то присутствием. Я могу поддержать, проблем нет. Если мы будем идти к этому, что мы будем нести такую правду, что разделение республик не вот эти, которые балаболят, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, заебали они, а именно те, которые конкретно хотят отделиться от Москвы. Вот делегации с каждого народа там, Саха, Якутия, заканчивая чеченцев, всех, 170 наций. Давайте соберем где-нибудь
делегацию такой, 179 человек соберем, давайте. Пусть по 2 будут, комплект, пусть будет, грубо говоря, блядь, 360-500 человек. Давайте соберем эти 500 человек куда-нибудь и скажем, вот мы 500 человек, которые хотят разделить республики России. И мы не хотим больше жить в России. Вот как мы это найдем? Давайте найдем эту тему. Как-то надо ведь к этому идти. В эфирах это я озвучиваю, но этот эфир вы сейчас послушали, а завтра забыли. И никто не увидел. Вот примерно так. У меня есть еще Инстаграм, да? Если что, кто-то в Инстаграме сидит тоже. Инстаграм тоже есть, если хотите, можете подписаться. Там тоже просмотры идут хорошо, не было вообще, сейчас 5400 просмотров пошло. Ну тоже так, чтобы вдруг кому-то Инстаграм тоже как бы входит в интересы. Ну туда тоже что-то загружаю, какие-то моменты. Так, давай про Аблязова, он тоже призывает. Ну давайте про Аблязова, но он во Франции. Аблязов, ну что, призывает? Призывает. Мне одна казашка знакомая постоянно про него говорила. Ну, Аблязов призывает, ну он же, как я понял, короче, богатый. Пизданул с Казахстана денег. Как я понял, нормально он не уехал. Как он богатый и уехал. Живет припеваючи во Франции. Нормально, что? Под охраной. Поет иногда что-то там о чем-то. И что он дает Казахстану? Алга Казахстан, да, пару эфиров я его смотрел. Он что-то хочет там, надо собираться, говорит, что-то. Кто-то мне говорил тоже с ним эфир повести. Ну, я готов вести эфир, но эфир, так сказать, на каких-то определенных общениях должно быть, а не так, что вот так пришел Руслан Айсин к Динаре. Динара все долбит про свой Казахстан, не идет там общий эфир, а про Казахстан долбит. Ну так тоже нельзя. Надо определиться. Давайте так, сегодня мы говорим про Башкортостан, завтра мы говорим, или в тот же момент, второй час, про Казахстан. Я же с вами никогда, как бы, насчет этого против не имею, да? Я готов, наоборот, со всеми хочу общаться. Даже эфир нужно делать такой. А пусть сидит Аблязов, Руслан Айсин, Руслан Габбасов, я. Вот как раз уже 4 человека из разных, так сказать, мировоззрений и земли. Можно с Узбекистана еще кого-нибудь пригласить, чтобы с Чечни, из Дагестана. 5-6 человек тоже можем сделать эфир. Огромный эфир, который именно возьмет тех людей, кто на них подписаны. И оно перемешается. Все люди туда-сюда, короче, подпишутся. И выйдет один какой-то общий, так сказать, образец для наших туганов. Туганларга, как бы один образец, который мы придем к какой-то общему какому-то консолидации, или как это называется, к общему мнению. Вот это и есть бредамлик. Бредамлик-то кыш дегана манашу была. А не так, что я пою вот здесь где-то, в Ангаре, бла-бла-бла. Айсин в Турции, Габбасов в Литве, Кашапов, черт, в Англии. Так не получается. Мы уже так сидели у Кашапова, в WhatsApp или там каком-то еще канале мы делали эфир онлайн. И что с этого? Я не вылазил там, на эфир не выходил с лицом, потому что я хорошо и не выходил, Поэтому я с удовольствием, с любым видом, но принцип нашего общения должно быть заключаться договорняк. Ну как договорняк? Пока договориться, и в этом эфире мы должны определенно какие-то темы озвучивать, конкретно касаемые общего нашего дела против Москвы. Внутренний конфликт Башкортостана, Татарстана, Ичкерии.
Ичкерии, Дагестана и Казахстан с Узбекистаном, оно нужно за скобки пока убрать. Я так считаю. Потому что мы же каждый день про это говорим. Каждый говорит о своей, так сказать, нации где-то там в своих новостях. Это же нормально. А вот если мы объединим силы против Москвы все вместе, головы такие включим, блин, я рад буду. Это будет охрененно, блин. Потому что я не начитанный человек. Я Саула, пацан. Мне, блядь, эти книжки нахуй неинтересны. Мне система, так сказать, дала такой урок, блядь, что мне эти нахуй книги не нужны. Я понял, что такое зло и что такое нормальная жизнь, увидев Европу. И я могу оценивать, блядь, это положение физически проходя этот жизненный мой этот этап, цикл, блядь, какой-то вот этот жизни. Поэтому каждый без мусафирмизда hammamiz. Biz musofirlarning o'zini hayotda shunaqa og'irki, что мы не можем, так сказать, сравниваться с теми, которые сидят дома в обеспеченном состоянии и так далее. Мы не можем с ними сравниваться. У нас каждый день какой-то кипиш свой, своеобразный. И мы должны, и это должны как-то преодолеть. И еще вести вот такой дискурс, так сказать, блядь, как поймал слово Руслана Айсина. Вот этот дискурс мы должны вести, чтобы, блядь, мы нас, как сказать, люди как-то поддерживали, хотя бы морально. Пока мы не можем физически идти куда-то, действия какие-то делать, хотя бы морально. Да, вот что-то в этом роде. Поэтому я считаю, что каждый, кто разговаривает между собой, допустим, Айсин иногда с Русланом иногда какие-то передачи делали, да, что-то сейчас тоже не делают. Вот такие, допустим, передачи друг другу, да, мы должны эту передачу размножить. И во время Кашаповской темы, когда я у них был, состоял у них в группе, Кашапову я говорил, давайте будем вести общие какие-то эти. Они мне что сказали, знаете? Вакыт юк. Вакыт юк. Бабайларда нинди вакыт бу юк инде, блядь. U bizga ishlarga kerak. Bobayga xudtak bormi, vaqt yo'q deganidan hayron qolasan. Vaqt yo'q deya menga. Давай Аида Абдрахманова вот эта долбаная, блядь, Швеция. Оны да вақыты yo'q ekan. Оны да вақыты yo'q ekan. Ну да, у нее женщина, а семья, дети. Нахрен нам вообще вылазить, если на то пошло? Не вылазь, блядь, иди воспитывай детей, блядь. Где муж твой, блядь? Пусть муж диктует это все. Поэтому нужно нам определиться, блядь. Или bu xotin qizni ishi, или er kishini ishi, блядь. Maskovga qarshi shiqirga, блядь. Вот до хрена тут моментов, понимаете? Я даже не представляю, если даже у меня вдруг откуда появилась бы жена, я бы сказал бы, давай, жена, выходи ты, короче, это веди, я уже что-то подзаебался. Я так сказал бы, что ли? Это как так, нахуй? Что-то не сходится, блядь. Вот это как раз опять вспоминает то слово, блядь. Kutinga javob berish kerakmi? Qilgan ishingga javob berish kerakmisan? Kutinga javob bersang, o'shanda sen можешь как-то, как это, присесть, так сказать, на жопу. Когда ты начнешь отвечать за жопу. А у наши президенты, блядь, Хабировы, блядь, все, они не могут за жопу отвечать. Это дятлы, которые никогда за жопу не отвечали. Они все пришли на готовые. Это не те пацаны, блядь, из подворотни, блядь, которые, нахуй, за жопу отвечать могут и могли. Они не могут за жопу отвечать. И мы с этой дичью, блядь, возимся, блядь, годами. Боимся. Путин даже за жопу не может отвечать. Поймите это. Если вот физиологически вот так посмотреть на него, подумать, да, нихуя. Деньги могут за жопу его отвечать. Деньги его, наши деньги отвечают за его жопу. Вот это, вот так мы должны понимать. А когда ты говоришь, что ты честен, ну, значит, ты выполняешь какие-то честные, какие-то свои действия. Но у них нет этого. У них нет чести, блядь. Честности, блядь, подавно. И поэтому у нас вот этот кавардак, блядь, везде. Хорошо, вот этот сосед ушел. Опять он пришел, ушел, сидит, слушает, блядь. Вдруг он, блядь, стукач, блядь. Сука, блядь, из Турции.
Ебаный в рот, блядь. Ушел сейчас он. Контуженный тоже, блядь. Сидит в телефоне, гоняет игру, блядь. Заебали. Взрослые люди, блядь, игру играют в телефоне. Так, сейчас почитаю комментарии. 15 человек. Рахмат-Зур. Кто есть? У Саха есть активисты, еще в Корее в основном. Вижу я их. Есть они, есть. Вот я их тоже хотел призвать. Есть вот эта женщина одна, вроде бы, бурятка или Саха. Еще кто-то есть. Вот я их хочу вызвать. Ну, так сказать, какое-то время писал. Но сейчас, блядь, самое интересное, блядь, если они откликнутся, а Руслан Габбасов и Айсина не откликнутся, это будет вообще позорище. Понимаете? Вот. Поэтому нам нужно как-то собраться, не знаю, вот даже те в комментариях, люди могут, даже вы можете помочь, понимаете? Может как-то нам организоваться, хотя бы дистанционные группы делать. Какие? Допустим, я не могу, допустим, их найти, написать, или там мне они не откликаются. Может вам откликнуться? Сори. Может вам они скажут там, ну давайте там сказать там, может, вы проведете эфир вот с этим, может, проведете с этим. Вот такие предложения им кинуть. Куда им кинуть-то это все? Понимаете? Вот так можно было бы делать. Эфиры. В Турции еще Куат есть, он тел Майданы. Но он на казахском говорит, за Туран топит. Ага, понятно. Так, кто тебе это не дает сделать? Сейчас денег просят на адвоката. Да ну нахрен. Давай про Аблязова, он тоже призывает. Сейчас денег просит на адвоката. У вас просит денег? Блять. Оузан аташин. Сухой горло стало. На всякий суал кильмагаман. Аблязов просит на адвоката денег? Че он ебанутый, блядь? Какие нахуй? Че, дурак? Мне же, блядь, с первых дней, когда я вышел из Франции, мне тогда уже сказали, а ты Аблязова знаешь? Вы вместе, да? Мне сказали. Ёпта, я говорю, кто он вообще, блядь? Я вообще не при делах еще был, когда я вылазил. Если помните, давайте вспомним, года 2 назад, как это было, блядь. Я целый год, блядь, свою рожу не показывал. Помните, как я вел эфиры, блядь? Я вспоминаю иногда, ржу, блядь. Пиздец, я там людей, блядь, подсаживал под этот эфир, блядь. В окошечко я, блядь, смотрел. Помните? Но эти ютубы блокнули мне, блядь, суки, страйками. И вот тут, блядь, мне говорят про Аблязова. Я потом его только увидел. Более-менее так. Но по-разному люди говорят. Аблязов, по идее, кто-то сказал, как вот Кашапов, я говорю же, работает на ФСБ. Понимаете смысл? Это засланные казачки могут быть. Потому что обычный человек, который топит, блядь, он не может быть с деньгами. А у него бабла дохуя. У Аблязова дохуя бабла. Он во Франции живет, блядь. Не просто живет, он не как я, блядь, лагерная крыса, блядь. Он живет у себя нормально, обеспеченно. Бизнес еще какой-то движет, блядь. Двигает, блядь. Ну нормально, какой нахуй деньги на адвоката, блядь? Адвокат, что, думаете, дорого стоит? Извиняюсь. Адвокат стоит, блядь, от 1000 евро, блядь. Не дороже, блядь. Че у него, нахуй? Невъебенный адвокат, что ли? С золотым унитазом, что ли? Стандарт, блядь. В Европе стандарт адвокаты. Стандарт. Нет там дорогого, блядь. Ты хочешь, хоть там, сколько пусть он скажет, ты его по кусочкам оплатишь. И еще это дается как кредит, блядь. Беспроцентный. И такие вещи, как бы, меня не наебешь. Я 10 лет здесь шароеблю, блядь, в Европе. 10 лет. Я не сейчас же приехал в Европу. 10 лет я разных адвокатов нанимал. 1000 евро стоит, блядь, адвокат, блядь. Потолок, блядь, 1000 евро. Один процесс берет, 1000 евро даешь до конца, блядь. Проигрываешь, еще 1000 даешь, еще долбит тебя. Вот так вот. За тебя. И все, нет тут, блядь, миллионных адвокатов, блядь, с золотыми унитазами. Они обычные люди, блядь. Так что вот так, братан. А Аблязов пиздобол. Бабки себе хочет сделать с казахского народа, блядь. Нихуя себе. Я тут, блядь,
у башкирского, татарского, узбекского народа, блядь, на один казан денег 350 евро, как говорится, выпросить не могу. Аблязов, блядь, на адвоката просит. Ну охуел вообще, блядь. Это не надо батаги. Ну такое бывает, что ли, а? Башкирский шайтан, ты не один. Русский татарин, блядь. Понятно, короче. Ну, очень много комментариев, которые... Москвы давно уже нет, там Азия. Москва, проснитесь, народ. Ну, было бы идеально, но... ну, это, блядь, сказка. В Москве, да. Если порассуждать, то, что там наших азиатов очень много, там пол Таджикистана с Узбекистаном. Это точно, блядь. Кыргызстан, ёпта. Забыл, блядь. Вот 3 нации вот эти там. Разделить, если Москву, то вот между ними только разделить можно. Я буду рад, блядь. Но только куда этих финно-угров потом денем мы? Этих узкожопых. Поэтому давайте лучше уж каждый седится по домам. Москву отдаем им, и мы расходимся по-дружески. Вот только так. Нахрен нам, блядь, воевать, по идее, блядь. Но отдадут ли они таким образом? Больно, блядь, сладко сказал я, блядь. Они не отдадут таким образом, понимаете? Не отдадут. Если, блядь, этот черт говорит, что, блядь, газ надо продавать, блядь, Турции. Какого хуя бесплатно даете? Вот так вот. Так, ну давайте дальше. Так. Так, 15 человек, Рахмат. Все правильно говоришь про Аблязова. Ну, я не могу сказать, я с ним не общался и больно не смотрю его стримы, но примерно так. Примерно так, потому что там Алга Казахстан от него не идет. Алга Казахстан, даже можно сравнить, знаете, как это? Народ, который подписан мне, вот давайте вот так поговорим. Вот смотрите, это не реклама, это чисто вот я вам просто скажу. Чтоб я им тоже написал перед тем, как сюда выйти, потому что постоянно забываю написать. Вот ТикТок. Башкортостан Алга, который открыл я хрен знает когда вот. Вот 10 300 тут подписчиков, да? Из них, ну, явно 5000 это Казахстан. Это явно. А вот 5000 это, наверное, микс, короче, украинцы и остальные. Вот, примерно вот так. 10 300 там. Не знаю, оно что-то не меняется, короче. Подписывайся или нет, или он у меня тупит этот уже канал. Но его тоже уже забабахает скоро ТикТок, потому что китайцы меня блочат постоянно. Больно сильно до хрена что-то говорю я там. А в Ютубе, слава богу, пока такого нету. А здесь жестко, постоянно бан. Ведешь эфир, бахнули, бан эфира идет. Сколько раз так было. Так и так уже 2 ТикТока так у меня закрылось. И так далее. Ладно, суть не в этом. Суть в том, что здесь, вот здесь, кто сидит в ТикТоках, сидит вот люди с Казахстана. Вот они готовы за Алга Казахстан, Алга Башкортостан, Алга Татарстан. Это без Б. И узбеки, и кыргызы, кто там попадается, тоже так же. Окей. Но
У кыргызов очень мало это движение. Почему? Потому что сейчас кыргызы живут в каком-то новом, блядь, поколении, блядь. Они думают, что они куда-то, блядь, попали между Казахстаном, Узбекистаном и Китаем. Не Китаем, Уйгурстаном, да, Уйгурстан, по идее, но Китай. Где-то там они сидят, у себя там чай пьют, все, типа моя хата с краю. Их нету. Кыргызов нету, блядь, на политической амбразуре, так сказать. Их нету нигде. Им похуй, блядь, что Башкортостан, Чечня, будет Азат, не будет, им похуй. Они где-то там, нахуй. И это я вам конкретно говорю, блядь. В Узбекистане есть какие-то отголоски. Может, потому что я узбек. Вот так вот, как, примерно так. Таджикистан тоже где-то там потерян, блядь. Пиздец потерян он тоже. А я думаю, знаете почему? Потому что в Таджикистане, особенно в Кыргызстане, не могу сказать, весь народ уехал в Россию. В Таджикистане нет людей. Кто может там оттуда что-то говорить? Да им вообще-то нельзя говорить что-то даже. А те, которые уехали в Россию, они, грубо говоря, половина из них, блядь, манкурты. Что с них взять, блядь? Ничего. Если там Башкортостан, Татарстан нету, похуй им, блядь. Если нашему народу самому похуй. Какому-то там таджику будет как-то плаксиво, чтобы башкирты отделились или чеченцы. Да им похуй, блядь. Может 1% скажет, ой, давай, мы за вас. Все, и они как будто бы на Луне живут, блядь. Дом, работа, дом, работа, дом, работа. Кыргызы то же самое, блядь. Самая топка идет только Казахстан. Альхамдулля, эти соседи есть у нас, оказывается. Хорошо, не другие соседи, блядь. Вдруг там были бы какие-то другие беспечные соседи, блядь. Ебануться нам было бы, туганлар. Если бы не было бы там за Башкортостаном казахов, нам было бы пизда, по идее, вообще, блядь. Даже не было бы вот этих подписчиков, даже самая такая мелочь сказать, блядь. Мелочь, так сказать, да, это как бы ТикТок, это Ютуб, это же как бы просто информационная война у нас идет. И не было бы никого, прикиньте, блядь, вместо Казахстана был бы Китай, блядь. Ёбануться, блядь. Да мы точно никогда не вылезли бы, блядь, из рабства. Поэтому сейчас у нас есть огромный шанс выйти из рабства. Что у нас, так сказать, рядышком Казахстан. Просто у них тоже есть свои плюсы-минусы, с которыми нужно бороться. Получается, друг другу мы должны помочь. Не говоря там дальше, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, им тоже пинка дать надо, блядь, чтобы они проснулись, те, которые спят. Чтобы они тоже не расслаблялись. Когда волна пойдет, блядь, из Москвы, всех ударит эта волна. Чтобы, блядь, нас всех не разровняло, нам надо придержать, так сказать, блядь, эту амбразуру вместе. Потому что мы будем кишить своими манкуртами. Нам надо будет еще в себе разобраться, чтобы этих манкуртов, блядь, не всех поубивать, блядь, переубивать, блядь. Вот это нам отфильтровка нужна будет, жесткая еще. Все-таки этих долбоебы наши же, блядь. Не можем мы их просто так кончать всех подряд, блядь. Вот сказали, зашли, всех положили и вышли. Не можем так мы, блядь. Тут, блядь, муху, блядь, убить не можем порой, блядь. Летает туда-сюда, комара там, жалко, думаем. А тут люди, свои притом, блядь. Долбоебы просто. Я считаю их, знаете, манкуртов, людьми, вот я потому что сам, может, был когда-то таким, да, люди, которые не знают ничего. Ну, по идее, манкурт тоже самое почти означает, да, ведь, как бы. Но именно если так по-нормальному говорить, не знает нихуя они ничего. Им вдолбить нам очень тяжело. Их переделать нам очень тяжело.
Даже если сравниваю вот здесь комментарии от узкожопых, они даже понимают, о чем базар идет у меня на канале. Сколько негативных комментариев мне пишут, пытаются меня там зачмырить туда-сюда. Да мне похуй же это, блядь. Принцип этого всего ютубского дела — это тот момент, когда мы должны все принять на себя. И от этого, блядь, сделать выводы и выйти из этой ебучей ситуации. Выйти таким образом, чтобы все равно мы должны идти на Москву. Без остановок. Но это не означает, что, ой, блядь, кто-то мне написал, что-то, блядь, все, пизда, я не пойду на Москву, блядь. Такого нету, нахуй, отмазки, блядь. Не работает это. Поэтому, когда говорит Кашапов, что он 30 лет топит, 30 лет топки моральной, вот этой психологической и так далее, оно, если не идет с физическими какими-то трениями в виде, блядь, революции, войны, блядь, бессмысленно. Так и 300 лет пройдет, мы будем рабами. Теория, почему она создана, блядь, людям, чтобы его, блядь, теоретическую хуйню выучил человек, пошел в столярный цех, нахуй, как нас учили, да, вот я столяр, плотник, паркетчик, ёб-парасоты, блядь, в Уфе учился. И что? Идти потом делать на станке красиво. Потому что ты знаешь, что такое дерево, что за хуйня, и идешь туда, что-то делаешь. Своими руками уже, мозгами. А у нас что? Проводим, блядь, годами по 30 лет, как если Кашапова вспоминаем и Фарид Закиева. По 30 лет они, блядь, хуйней маются. Физически какие-то действия они делали. Не скажем, что не делали, делали. В Казани там бастовали, голодомор какой-то делали, голодовки устраивали. Все делали, базара нет, блядь. Мужики, блядь, по идее, блядь. Ну, чуть-чуть, так сказать, уже старость нагрянула им. Но наше дело продолжить. Но здесь другое, блядь. То, что мы, блядь, не делаем физических, блядь, после теории. Физических действий у нас ноль, блядь. Я здесь, блядь. Айсины, хуяйсины, блядь, вот эти все, блядь, Габбасовы там. Какого х? Шунарга туганлар бізге нешексің бұл халықны жиырға? Менің башым қатты уже, блядь. Бізге халықны жиырға керек. Бізге тегі урыс білән мұнда алышып отыруының файдасы yok. Бірнеңде файдасы yok, блядь. Урыслар білән баш сігініп отырырға, мұнда комменты yazырға, хахлы дерутся с русскими, блядь. Это мы смотрим, наблюдаем. Нахуй, это надо нам. Нам не надо это. Нам надо порешать дела, блядь. Конкретно, блядь, собраться по-мужски, блядь, по-баски, хоть как хотите, нахуй. По-гейски можем собраться. Да похуй как, блядь. Собраться по-человечески. И сказать, блядь, что мы делаем вообще завтра, послезавтра. 2025 год уже бітті. Bir ay kaldı біті. 26 yıl başlana уже. Иртага, грубо говоря. Потом нәрсе ішлейбіз соң біз, а? Біз, мен білмеймін, блядь, года идут. У нас нету какого-то, блядь, продвижения степ-бай-степ. Нет у нас степ-бай-степа даже, блядь. Позорище. Порой даже, блядь, я соглашусь с этими узкожопами, блядь. Что вы сделаете, когда они вопрос задают? Да, на самом деле, что мы сделаем, блядь? Потом я начинаю там наезжать туда-сюда, ла-ла-ла, блядь. А толку-то нету. Что мы сделаем-то, блядь? Я-то, ладно, я, альхамдулилля, пока жив, буду говорить. Но, блядь, это же надо куда-то, вот это, так сказать, действие надо же как-то исполнять, уже начинать исполнять это. Получается, мы бла-бла-бла, и в итоге, получается, наша теория остается и становится старой. Старая теория, получается. Концепцию потом менять надо, новую делать. Потому что на тот момент мы говорили так, потом сяк, хуйня, вот так. И что мы у нас будет, блин, что мы балаболы. Не выполняем поставленную цель.
не продвигаемся. Шунарға мен ойладым бір гына жол гына бар мында. Один путь, блядь. Чтобы продолжение этого дела шло и не останавливалось никогда, нам надо увеличиваться в числе. Я попытался сделать какой-то бизнес, блядь, в неизвестных местах, блядь. Пока не получается. Попытался что-то еще, пока не получается. Ну, бесплатно. Мы можем увеличиваться пока. В числе адекватных людей, которые хотят независимости. Хотя бы давайте это мы будем делать. Давайте маячить друг другу хотя бы. Минманда, там. Хотя вот так руку поднимать. Салям, примерно, да? Давайте так хотя бы. Давайте как-то, блядь, сюда, в ТикТок подписываемся. Я не знаю, блядь, YouTube подписываемся. Телеграм подписывайтесь. В Телеграме можем каждый день общаться. Подписывайтесь. У меня везде мои номера. Телеграмные названия. Чего только нету. Все есть. Подписывайтесь. Хотя бы лайк, подписка. Чтобы мы понимали, что есть какие-то мужики Башкортостанда, Татарстанда, Ичкерия, Дагестан и так далее, которые хотят независимости, которые идут по нашему пути, но своеобразно, по-свойски, тихо, спокойно, без шума. А мы будем кипишевать. А вы просто подписывайтесь. Мы за вас будем говорить. Вы просто нам пишите, что нам говорить. Я даже и на это готов, согласен. Если базар будет правильным, отфильтрованным, так сказать. Чтобы мы потом тут не говорили, что ёпта, это мы не скажем, это скажем. Чтобы такого не было. Ну, имеется в виду, против Москвы, значит против Москвы тема. А не так, что, блин, тема какая-то там, о чем мы будем там потом, или там, ну, какой-то идиотские темы, зачем нам нужны? Нам конкретные люди нужны, которые в теме в этой, в теме того, что независимость каждой республики, Чувашии и так далее, Бурятии, она в нашей компетенции. Вот такие люди нужны. Компетентные именно по этой теме. И вот так я думаю, нам надо больше это развивать, собираться, развивать, а не так, что собрались там какие-то идолюраловцы или там собрались какие-то Лига свободных наций, погутарили, разошлись, все, забыли, сидят дома. Так не получается. Это не дело. Нам нужно собираться на эфирах, вести эфиры, продвигать нашу тему. Я так думаю. Вот так примерно, а не так, что мы будем, допустим, говорить, а народу нету. Вот это самый такой печальный момент, самый такой. Сундыхальдусла. Не знаю сколько, 2 часа что ли я сижу, или 3 часа с вами сижу. Во сколько я начинал-то? Вот, поэтому, Дуслар, ну да, 2 часа чем-то, да? 6:45 начинал. 7, наверное, да. Вот так вот. ТикТок забанен в Кыргызстане. Опа! Что, с Кыргызстана, что ли? Кыргызы думают только в своей рейхе, кыргызские каганате в 9 веке. У этого украинца, который интервью у пленных берет, есть интервью
с роты башкирт. Они там много интересного говорят, а за них топят тут в Башкортостане. Логотипы их рисуют на стенах. Ну, не знаю. Ну, закинете в группу, ну, в Телеграм. Не видел. Что-то я вообще не вижу ничего. Меня везде забанили, что ли. У меня же и Телеграм удалился, и у меня потерялись все группы всякие. Но я не знаю, этот видео не смотрел, потому что я с ним общался, вот этим интервью. Ну, апостол, что ли. Вот я с этим апостолом и с кем-то общался, он что-то там больно какие-то вещи говорил, я же озвучивал тоже. Они очень высокомерные, у них что-то своя тема. Я их не понял. Я их не понял тоже. У них своя тема, и как бы... Вот честно сказать, Давид, вот после того, что я увидел с украинцами, Давид, меня уже что-то оно вот не зажигает вообще. Вот с украинцами ничего не зажигает меня уже, все. Они показали себя. Оказывается, только на себя надо надеяться. Они же мне тогда тоже орали. Всегда в комментариях, в ТикТоке, везде писали. А чего вы пристали к нам? У нас у самих оружия мало. Идите, найдите себе оружие, блядь, где хотите, и ебашьте Москву. Причем тут мы, нахуй? Вот так писали они мне. Помните, блядь? Да хуя такого было. А я все равно, блядь, топил за них, блядь. Нахрен это надо, блядь? Неблагодарные скоты, блядь. Нахуя они нам нужны, блядь? Понимаете? Крестоносцы есть крестоносцы, блядь. И они в это время еще, блядь, ухмылкой, блядь, топили за евреев, когда мочили наших палестинцев, братьев-мусульман, блядь. Что за нахуй? Понимаете? Поэтому нахрен что-то, блядь, с ними лучше, блядь, нахуй. И срать садиться нельзя, блядь. Я так думаю. Я так уж, знаете как? Илямаган сукмаган мрасинга брыштан, блядь. Bizda aytalar, вот примерно из этой категории. С ними тяжело. С ними очень тяжело. И в Европе тяжело с ними. Там подавно, я думаю. Потому что, как вам сказать, блин, с роты башкирт, когда я переписывался, они мне что сказали? Мы, говорит, спросим у старших. Блять, я говорю. Я же тогда еще эфиры говорил. Никогда я под эту тему не пойду, блядь. Подчиняются они украинской каким-то военным. И что за нахуй? Нахуя? Нахрена ему спрашивать рота башкирту разрешение у украинцев, чтобы ответить мне? Тогда какой темы я писал? Я сказал, я веду ТикТок, давайте, я сказал, в ТикТоке объявим, блядь, чтобы помочь рота башкирт. Какие-то дотации сделать, как украинцы делают дотацию. Они сказали, окей, мы спросим у кого-то, блядь. И все, сыр-бор, мы пересапались там. И все на этом. После этого я понял, что там что-то не то. И я понял одну вещь. Там есть, наверное, пара башкиртов, неизвестно, как они туда попали. И все, и они рубятся, короче, за украинцев. И все. И тусуют с украинцами. И не больше, блядь. Поэтому эта дичь не прокатывает. Я же вам тогда говорил, что нам нужно отдельно, без командования кого-то. Вот эта хрень, блядь. У меня осадок был. Это в прошлом году было. Или вот в этом году зимой было. Имеется в виду в январе, феврале, может, или в прошлом году. Вот этот тупик, блин. Здесь у нас тупик вот в этом. Поэтому, когда Кашапов говорил, баранда татарлар бар. Коя татарлар, блядь. Татар ротасы бар. Башкирт ротасы гына бар. Мен татар ротасын көргенім yok. Койда татар ротасы. И он начал, знаете, кого говорит? Вот этого имама ихнего, блин. Из Мордовии, который. Мордовский имам. Как его звали? Исмаил Бей какой-то. Седой, короче, как будто бы. Вот. Украинских татар с казанскими не надо путать. Есть крымские татары.
тоже их путать нельзя. У каждого свое. Если крымские татары есть, идут, короче, с Украиной вместе, это ихняя волна. Потому что Крым, Украина вместе были. Наша задача Башкортостан, хам Татарстан халкын күтәрергә. Вот наши татары там, вот я татарин из Башкортостана, я башкирт из Башкортостана, в конце-то концов. Вот мои корни где. Да, базара нет, у меня и крымские есть родственники, татары, племянники все у меня крымские. Базара нет в этом, нет в этом. Но каждый должен отвечать в данный момент за свою землю. Эфирге чикасың ба? А? Уйгур подходил. Посидел, ушел. Вот так вот. Я ему эфир предложил, он, ну, стыдно ему выходить. Он актер. Он этот, Эртегруле вроде бы снимался. Эртегрул, Артагрул, есть же этот исторический турецкий фильм. Там, он играл там. Актер. В Инстаграм зайдете, он у меня подписался в Инстаграме, так что увидите его. Красавчик. Такой весь, блядь. Актер, блядь. Вот. Поэтому везде определиться нужно. Вот именно, кстати, вспоминая вот этот рота башкирт, рота татар, там ичкирийцы, вот как здесь люди говорят, ичкирийцы 18 тысяч воюют против московского болота, блядь. 18 тысяч, весь интернет полон. Мне пару видосиков там показали, как они там проебашили Белгородской области в прошлом году, что-то там. Машину ёбнули, ЗИЛ. Туда-сюда, короче. Вот. Но это окей. Но это, как сказать, движение, их уже, нас не было, когда они двигались. Мы должны создать сейчас новое, которое мы хотим создать. Правильное, которое мы думаем правильное, да? Которое будет именно через Башкортостан с Татарстаном рубиться. Которое будет за наши земли рубиться. Потому что я через Украину уже не хочу. Я разочаровался. Плюс еще, я сейчас по новостям 0, я не смотрю толком новости. Что там творится, даже не знаю. Поэтому как бы завтра вон туды-сюды закончится война в Украине, и все. Опять забыли про Башкортостан, Ичкерию, Дагестан. Забыли. Вот наша, блядь, больная тема это для меня. Очень больная тема. Почему? Потому что за 3 года вообще, да, вот это начало движения Нюка Шапова, блядь, Нюга Басова не произошло. Подавно у меня. Я-то кто вообще, блядь? Новичок, так сказать. Они входят в батальон какой-то, их мало было. Сейчас говорят, что много. Вот именно. Рота Башкирт, батальон, наверное, вот этот именно, Уральский батальон, наверное. Сибирь, батальон Сибирь, батальон этого волосатика из Питера, русского, Цезаря, блядь. Ну, из этой категории, наверное, людей. Российский батальон какой-нибудь. Сварганили они, наверное, совместные. И тусуются они там в одной куче. Но это дичь. Это дичь, потому что бізге туры келмеу. Бізге ол туры келерге может когда? Мы когда будем на подступах Москвы. Если они зайдут со стороны Украины, как всегда мы озвучивали, это другое дело. Когда мы придем с Башкортостана по М5 и по М7 примерно, через Чувашию. Вот это другое дело. И снизу подымется Кавказ. Идеальный вариант. Чтобы кольцо взять Москву. Ну,
Блядь, я не знаю, блядь. Пригожин нам нужен, в конце концов, блядь. Вытащить его нахуй надо с могилы тогда. Что поделать, блядь? Вот такой нам нужен, чувак, блядь. Конечно, он тоже, блядь, обманулся, блядь, этим пидорасом Лукашенко. Порой вот эти моменты очень такие печальные, знаете, блядь, очень печальные. Что мы крутимся в каком-то кругу, карусель как будто, да, и не можем выпрыгнуть с этого карусели. Очень тяжелый такой момент у нас. Давайте, может, что-нибудь набежало новое, посмотрим по ютубам, что появилось. Обычно же появляется что-то новое. Инсту смотрели вроде. Такое, что есть тут интересное, так сказать. Ну, чисто просто добавлю, чисто для общего понимания. Вокалистка Stop Time на око бежала из России. Ну, которую, блядь, засунули за то, что она какую-то хрень пела, и она как будто сбежала. Ну, слушать не будем, но коротко, так, коротко написано, но понятно, значит, как-то сбежала, если это правда. Сбежала, так сбежала. Это вот это, рыжая бестия. Малявка это. Топканлар кемні утыртырға, блядь. Тупизм, блядь. Вот этот Алексей Гончаров тоже чокнутый, конкретный. Вот такие он заголовки делает, и все ложь. Вот захочешь, допустим, его почитать, послушать, все лживая дичь. Зачем он такую... Тут рядом, окей. Вот нахрен он так этот делает, да, Гончаров, блин. Просто херею. Донский вылетает, как этот... Кто-то вылетает, блин, на переговоры. Даже не вылазит его, блин, буквы огромные на этот. Опа, себя увидел, блядь. Не, ну тут ничего нового нету. Сейчас лучше Инстаграм, мне кажется. Лучше Инстаграм полистать. 10 человек. Рахмат. Что-то такое интересное тут. Ну, я спорт, конечно, не любитель озвучивать. Увидел просто, давайте добавим. Но уж такая дичь, конечно, это драка, это все херня. Но просто интересно. Иван этот, блин, у меня зарядка садится. Иван Огнеборца, кто он по нации неизвестно, но какой-то Дамил Шарафутдинов единогласным решением победил Ивана Огнеборца на турнире. Кулачных боев, блин, каких-то. Ну, так уж, к сведению. Так. Всем ассалам алейкум, да.
Так, ну тут... Что-то такого нету сильно. Что-то нового, ничего, ни хрена нету я здесь, не вижу, блин. О, вот это новость. По нашей теме. Вот это долбоящер опять, блядь, вылез. Послушаем, что он сказал. Мы обязательно, когда построится мечеть, открытие, не забудьте нас, пожалуйста, пригласить. У нас большая мечеть строится. В 2015 году стройка была остановлена. И вот с помощью Всевышнего нам удалось начать строительство этой нашей мечети. Мы обязательно, когда построится мечеть, открытие, не забудьте нас, пожалуйста, пригласить. Мы с удовольствием будем участвовать. Нам предстоит еще много работы. Видите, как? Самое главное начали. Мы уже начали сверху, сделали минареты. Сейчас начали покрывать фасад. И надеемся, что к весне фасад будет готов. И в следующем году мы зайдем внутрь и уже будем делать внутренние операции. Его превосходительство тоже хочет посмотреть, на каком стадии, как она, и хочет узнать побольше информации. У нас большая мечеть строится. В 2015 году стройка была... Позор, да? В 2015 году она была, оказывается, остановлена. Это позор, да? Аль-Рахим наш, Муртазой Рахимовым, который стартанул, Муртазабыз үлеп кетті. Бу әлі дә құрылып бітмәгән. Мәчет урында тора, ішінде әлі даже бір нәрсе қозғалмаған да. Іші харап енді, харап. И он пытается что-то озвучить этим шейхам, что ли? Вымандить у них какую-то копейку, что ли? Что за показушная хрень это, я не могу понять. Давайте почитаем, о чем была тема. Глава Башкирии рассказал шейху Бахрейна о недостроенной мечети Аль-Рахим в Уфе. Ради Хабиров встретился сегодня с шейхом королевства Абдул-Рахманом бин Мухаммедом Аль-Халифа. Во время встречи они обсудили вопросы развития ислама в регионе и наметили будущие планы по визиту делегации Республики Бахрейн. У нас большая мечеть строится. В 2015 году стройка была остановлена, и с помощью Всевышнего нам удалось начать строительство. Там предстоит много работы. Мы уже сделали минареты, начали покрывать фасад. Короче, он сказал об этом. В ответ шейх королевства изъявил желание лично оценить ход строительства мечети и признал, что будет рад и присутствовать на церемонии ее открытия. Например, мечеть Аль-Рахим в Уфе начали возводить в 2007 году, блядь. Пиздец, в 2007. И вот реально, конечно, блядь, я в 2006 с армии пришел, блядь. А эти уроды в 2007, который началось, блядь, сейчас 2025, блядь, грубо 20 лет, грубо говоря, да, так сказать, 18 лет тому назад, блядь, начали. 18 лет одну мечеть не могут построить, а сколько мечети сгорело, блядь, сколько церквей построили, блядь. Дичь. Одним словом, блядь. Вот нахрена нам такой Ради Хабиров нужен, блядь? Нахрена вообще нужен он там? Его, по идее, если даже просто можно было бы побелить, уже использовать. Если вспомним, допустим, мечеть африканцев. Просто кто-нибудь натыкался в ТикТоках или в Ютубах мечеть африканцев. Просто на песке нарисована мечеть. И они туда заходят, в этот квадрат, и молятся. Потом есть разные там с палочек, с кирпичиков, с камней. Вот это мечеть. И люди молятся.
А там здание целое, люди не могут его начать использовать. Ну нет денег. Крышасы ябылган. Побелили, покрасили, чем могли. Зашли и работают. Все. В чем проблема? Проблема в том, чтобы мусульмане мучились, не молились. Вот в чем проблема. Молились на улице. Потом москвичи возмущались. Почему вы нахрен на улице молитесь? Постройте мечеть. Слабо? Вот так вот. Дичь полная. О, вот это я обсуждал, нет еще. Ташкент тоже ебанутый становится, блядь. В Ташкенте ввели сбор за съемку на базарах 5 миллионов сум за час. Чтобы на базаре что-то снять, 5 миллионов надо заплатить. Ну тоже ебанизм, блядь. А, Хабиров сам остановил Кутакбаш. Вот пидорас, видишь, я же даже не знаю, Ташагин. Вот остановил стройку, блядь, теперь жалуется. Ну урод, блядь. Вот двойные стандарты. Лицемер, блядь. Идиот, блядь. Так, Хакимият столицы утвердил новый порядок, согласно которому съемка на городских базарах и в торговых комплексах в рекламной коммерческой сфере будет платной. Тоже ебанутые. Кино, блядь. Ой, блядь. А, вот. 27 ноября вынесут приговор обвиняемых во взрыве Крымского моста. Пожизненно дают, блядь. Пожизненно. Это еб твою дивизию, блядь. Там же никто не умер, блядь. Вроде бы. Видите, какой нацизм. Следствие шло 3 года, и сторона обвиняемых запросила для 8 мужчин пожизненные сроки. Прикиньте. Обвиняемые, их адвокаты и родственники утверждают, что фермер, владелец склада и продавец сим-карты ничего не знали о грузе, который помогли провести. Это подтверждает СБУ, которая взяла на себя ответственность за взрыв, открыто говорила, что использовал мужчин в темную. Вот тебе и на. Это включательный тоже. Нужно оставаться людьми, не закрывать жизнями людей, пробелы следствия, и ни одна зарплата, ни одна звездочка на погонах не стоит того, чтобы страдали люди и целые семьи. Вот так вот. И после этого, ну, люди, которые там живут, ну, даже в Крыму в том же, да, ведь, о чем думают, вообще не могу понять. Что, думаете, кто-то придет и спасет вас? Нет. Нет. Как моя сестра говорила, все ждут, когда Украина придет спасти их. Тут что-то, мне кажется, блядь, они заканчивают войну, про Крым даже не думают, никто Крым спасать не хочет. А? Где тут нахуй спасение 911, блядь? Американское. Тоже какая-то дичь происходит, понимаете? Здесь тоже какая-то хрень. Опять где-то мы не туда повернули, блядь. Опять какая-то лживая тема зашла в нашу вот эту систему.
который мы пытаемся вроде бы, блядь, наладить, и в то же время мы осознаем, что здесь какой нахрен наладить? Здесь опять крымские татары остаются с носом. Если вспомнить депортацию крымских татар, чеченцев, вот опять это. Кто-то где-то наебал опять кого-то. Получается, Туганар, знаете, как интересно получается, что движение за независимость наше, крымское тоже можно добавить, зависит от нас. И тут получается бах-бах по рукам, блядь, трамплин с Путиным, с Зеленским сейчас порешают что-то, и все останется на своих местах. И таким образом народ будет жить на два фронта, так сказать. Будут жить в Крыму люди, как попадать в Украину, вот такая жизнь будет. Те, как будут думать, как ездить в Россию, и думают, это все наладится. Вот этот я не могу процесс вообще даже чухнуть, как это будет происходить, блядь. В тот день я вам рассказывал про инвалидов, что будет с ними, что будет, блядь, обычными людьми, которые вообще не при делах. Вот такая хрень. Вот какое-то видео попал, Махачкала. Давайте. Дворцы, в которых никто не живет. А что там не живут? Красиво. Валейкум ассалам, брат. Так. Он же сказал, войну ему спонсировать лучше, чем мечеть, сам признался. Ублюдок, да, когда говорил вроде бы. АО «Призрак» Шукты Акушинского района. Потрясающие добротные дома, не уступающие дворцам в нефтегородке, в которых никто не живет. Ходили слухи, что эти дома жителям села построил местный меценат. Поэтому они все похожи друг на друга. Кто в курсе данной истории, поделитесь в комментариях. Давайте почитаем комментарии. Интересно. Это по дороге в родное село. Слышала, что не успел инвестор достроить, вроде глава села. Жители не могли сами осилить, так и остались недостроенные большие дома. Несколько помещений из целого дома отремонтировали для жилья и живут так, остальная часть дома пустует. Да и в городе также большие дома и не везде ремонт. Видимо, кислород перекрыли на каком-то этапе, бабки перестали поступать. Так бывает, когда человек не ест маленькой ложкой, а пытается забрать всю кастрюлю. Видимо, невидимо, он умер. Никто не перекрывал ничего, хозяин умер, язык как помело, во рту не помещается. Пусть будет из числа рая, пусть Аллах воздаст ему. Кто это строил, умер, не успел закончить. А откуда такие бабки? Это не тот случай, он на свои деньги строил и умер. А я считала про это, потому не надо говорить то, что не знаете. Видите, там даже непонятно, знают, не знают, но пытаются защищать. То, что построено добротно, недобротно, Аллах алим, короче, кто что строил там. Но я-то думал, когда нефтедобывающие написано, я думал, построено они, ну, я предполагал, сейчас будет разговор такой, что нефтедобывающая местность, какой-то чувак построил его, блядь, непонятно как, нахрена-то, и потом пришли эти пидорасы, путинососы, ну, я как предполагал, выдумываю, да, путинососы и сказали, ёпта, здесь же нефть, блядь, и мы будем добывать, блядь. Какого хуя построили эти дома?
И в итоге, короче, осталось это недостроем вот таким образом. Я так предполагал, блядь. Вот примерно так. Почему, конечно, тут интересно, да, что оно просто стоит. Бесхозно. Но это тоже интересно. Значит, получается, там есть все-таки хозяин. Хоть тот умер, значит, появился новый. Из узкого мира, наверное, какой-то чувак, который просто держит это место, не используется. Что-то тут там не в порядке, конечно. Ну, интересно, конечно. Окей. Это новостройки? Ну нет, не новостройки. Это вот Махачкала, Дагестан, это не новостройки. Не скажу, что новостройки. Вот, ну-ка, вот. 2-3 этажа. Нет, это же маленькие какие-то коттеджи. Как будто коттеджный поселок такой, 3-этажный, маленький. Да, это вот по району, если что, можешь слетать туда, поинтересуйся. Акушинский район, призрак Шукты. Шукты какой-то, Акушинский район. Не знаю, далеко от вас, недалеко. Ну, интересно, горы там, блин, прям на горах построены эти дома. Интересно, очень интересно, конечно. Ну, дорог нету конкретно, дорог нету. Прям я свою деревню вспомнил. У нас тоже нету асфальта. Далеко от Махачкалы? Понятно. Вот так, да, ну, это так, попутно просто идет. Что-то тут новое я не могу поймать. Обычно новые новости всегда были. Ну, это меня не было, но это уже вы 1000 раз, наверное, смотрели. Рейд русской общины в ЖК «Самолет». Ну, как обычно. Да, внешне это. Где это ЖК «Самолет», не знаю, что за район, блядь. Ну, когда они петушились еще там летом, осенью, эти времена. О, защитники, комментарии давайте почитаем. Қалайсың досым, амансың? Альхамдулилля. Салам алейкум. 2 часа езды. Ну, нормально. Это вот как я сейчас примерно тоже 2 часа езды до Амстердама. Что-то в этом роде. Это русская община, они в своей стране. В чем проблема? Мусульмане ходят толпой, тоже надо полицию вызывать, что ли? Артур пишет, не впутывай мусульман в свои грязные дела. Артуру отвечает, иди отсюда, черень. О, они любимые слова ихние. Кто-то пишет ему же. Причем тут религия и нация. Готиков много, а вот мозгов маловато. Я вам задам такой же вопрос. А если мы в Казахстане начнем так же делать и бить русских, как вы отреагируете? Хороший вопрос. Все правильно. Наконец-то покажут, что наши ребята и в городе, не только на СВО. Может, мигранты начнут вести себя приличнее. Нет. Вот это моя любимая тема же, да? Вести себя приличнее. Блядь. Поймите одну вещь, давайте, окейте. Объясню вам на примере арабов. Вот вам пример, это пиздец нахуй, вот тему.
Вот вы живете в пидорасии. Пидорасия у вас, блядь, такая невъебенная, как будто бы, блядь, там только должны быть русские, и улицы подметаться русскими и так далее. Окей, остановимся. Теперь сравниваем Европу. Европа, если бы она думала бы таким же макаром, то здесь не было бы ни одного араба. Почему? Потому что у них документы и закон позволяет не пускать их. Визовый режим, тырым-пырым, вся хуйня. Но почему-то они прутся. И у них есть беженские лагеря и так далее. Это раз ответ. Второе. Если у вас это черень, чурки и так далее, появились у вас там, и вы пытаетесь им какую-то навязать свою идеологию культуры, то вы пиздец глубоко ошибаетесь. Вот вам бы, блядь, отправить как раз-таки, к примеру, я вам взял арабов, вы бы охуели бы. Вы бы охуели бы, вот если бы арабов отправили бы. Давно бы вас раком поставили бы они. Спасибо скажите, что вот именно из-за нашей культуры азиатской вы еще дышите, блядь. Надеюсь, я вам правильный ответ дал. Поэтому, исходя от этого, вот такие узкожопые, которые сидят, дрочат нахуй эти комментарии, они и в жизни такие. Они в этом тоже такие же, блядь, в этой московских и российских нахуй болотах, блядь. Такие же. То, что вот комментарии пишет, он здесь свою желчь выкидывает, да? А в жизни он там, на улице там или где-то там в обществе, он вот так, типа вот так. Я такая нахуй невъебенная, блядь, тёлка нахуй. Тут чурки какие-то ходят, блядь. Фу-фу-фу, блядь. Вот из этой темы, блядь, вы, бляди. Понимаете, я же вас, блядь, сука, с 2007 года знаю, гондонов с Москвы, блядь, какие вы мрази. Я проехал, блядь, Рублевку, нахуй, блядь, где только не был. Барвиха, блядь, Серебряный Бор, всю дичь, я же вам рассказываю. Постоянно какие-то истории. Где только ничего, кого только не видел, блядь. И чё? Да вы дерьмо, везде дерьмо. Если бы не было бы моих узбеков, таджиков, кыргызов, как сказать, азиатских моих корней в России, вы бы давно уже, блядь, нахрен, блядь, в грязи утонули бы. А пример арабов, скажу так, если бы арабы были бы вместо наших, они бы хуй что убирали бы. Они те еще свиньи, блядь, нахуй. Одинаковые с вами, блядь. Как их Европа терпит, я не знаю. Но вот если бы эти арабы приехали бы, сука, как я хотел бы это увидеть, Москву, да вы, блядь, там каждый день рожали бы от арабов, блядь. Каждый день в рот за щеку давали бы вам жестко, блядь. Понимаете? Каждый день вы рожали бы там, блядь, от арабов. Там Арабстан был бы. Спасибо скажите, что там нет еще Узбекистана и Таджикистана. Имеется в виду от вас. Что все брюхатые нахуй. У нас, альхамдулилля, хоть есть что-то, блядь, такое, что мы более-менее своих пытаемся взять. Ну, не, как говорится. А эти, так сказать, местные арабы, они именно любят местных. И поэтому, если бы они прошлись бы по Москве, блядь, то точно там Москвы уже не стало бы, блядь. Поэтому я вам, надеюсь, правильный диагноз поставил. Сопоставил вам, какие люди должны были у вас. Но вы сами себе помогли. Вспомним индусов. Индусов вы позвали. Вот примерно это будет. Это будет. Как раз таки они, во-первых, не мусульмане. Они хуй ложили на все. Они будут еще хуже арабов, блядь. Потому что у них что такое чистота, чистоплотность у них не существует, блядь. Вот посмотрим, как скоро поползут, блядь, детдомы, нахуй, заполнятся детьми, блядь, метисами. Индус русский, индус русский, индус русский. Ёбаный стыд будет у вас там, блядь. Еще африканцы вдобавок надают вам, блядь, лещей в жопу. Так что вот так вот.
Так что вы не расслабляйтесь, блядь. И нашу культуру, и наших, так сказать, азиат не сопоставляйте с этой всякой хуйней, которую вы сами себе завозите. Скоро будете и ВИЧ, и всю этот хрень, блядь, ловить нахуй со всех стран мира, блядь, нахуй. Так что, блядь, там то, что вы сейчас болеете, это хуйня. Вот скоро будете болеть так, что пиздец там нахуй. Потом кто-то... Да, какой-то Мухаммед пишет. Да, когда мусульмане ходят в толпу, они сидят дома. Ну, само собой. Само собой. И поймите одну вещь. Если мы, как вот нормальные люди, вышли бы на улицу, если бы мы не очковали бы, вот жаль, что вам везет, что наши многие очкуют, блядь. Если бы мы не очковали бы, вышли бы нахуй в своих регионах, блядь, как эта узкая община, то вы точно, блядь, не вылазили бы из дома. Точно. А поставили бы везде ментов. А это было уже такое. Было уже раньше, во время коммунистического вот этого строя, блядь, красножопых и так далее, при царе. Было это, блядь. Что вы ставили своих стукачей, блядь, кто что делает, где, куда, что, чтобы не поднимались восстания. Вы ставили везде своих, блядь, дятлов. Чтобы не кипишнулся там Башкортостан или там Кавказ. Кто-то написал гей-парад, и ему поставили 5307 лайков. Узкому миру написали гей-парад. Ну, я согласен. А что там, блядь? До этого, помните, блядь, который в жопу долбился Эйнштейн? Помните видео Эйнштейна, когда его женщина долбила в жопу? Нормально же? Вот такие развратники там, блядь, главенствуют, блядь. А что, русская община тоже такая же? Маньячелы. О, тоже, блядь, узкожопая пишет, наверное. Как русская община собирается, так это вызывает бурю негативной эмоций. Но как собираются представители других национальностей, причем каждый день, так это такой образ жизни, до войны стандарты. Нет, не слышали? Видите, как они себя обеливают? Вот такие дичи тоже есть. Я охерею. Вот, самый офигенный лайк 11300. А кого они ищут толпами? Почему не в армии, не на СВО? Да, на самом деле, такие, блядь, мужики невъебенные, отожранные. А чё на СВО-то не идете хохлов мочить, блядь? А чё ж вы, блядь, мочите моих узбеков там, в Москве, ищете? В чем проблема, а? Получается, вы там ходите, ловите наших, и наших отправляете на убой в Украину. Интересно, да, блядь? Ой, блядь. Ну, тут до хрена комментариев, понятно. 12 тысяч комментариев. Это до утра надо читать. О, видите, недавно только про газ говорили. В Узбекистане вырывается газ. Когда мы говорим, что газа нет в Узбекистане, вот газ в Узбекистане. Видите? Это Аллах Та'алям дает знак, что правительство занимается херней. Почитаем.
В Узбекистане из газового месторождения вырываются неконтролируемые языки пламени. Жители ближайших населенных пунктов сообщают, уже несколько дней в воздухе ощущается сильный запах газа, а над месторождением видно пламя, которое не удается потушить. Люди встревожены и требуют реакции властей, ведь рядом дома и поля, а огонь продолжает полыхать без остановки. По словам очевидцев, в районе стоит густой дым, и многие боятся, что ситуация может выйти из-под контроля. Как думаете, власти должны немедленно вмешаться? Распространите это видео, пусть об этом узнает все, пока не стало слишком поздно. 4 ноября это было видео. Мы узнаем через, блядь, 20 дней. Классно, да, живут узбеки? Однако же, блядь, газа дохуя аж, блядь, отолоп шага, блядь. А зато дома нету, кутаром, да, блядь. Андижан весь, блядь, мерзнет, блядь. Ни газа, ни хрена, блядь. Пыль-пыль-пыль-пыль, вот так, блядь, газ дают, блядь, зимой. А летом вот такой газ метровый. Нахуя так делать? И это продолжается, блядь, с 90-х годов, блядь. Я не помню, когда последний раз газ был теплый, мы охуевали, а потом погас он. В 98-м я уехал, блядь, вот с тех пор я помню, что никогда там не было газа, блядь. Никогда. Зато продают нахуй России. Вот кто-то пишет. В Узбекистане газ, золото и все остальное природное богатство принадлежат народу. Это дар Божий для народа Узбекистана. Пиздец, дичь написал какой-то Моминджон, блядь. Блядь. Газа много, надо регулировать и давать народу. Во! Вот мои слова, блядь. Золотые слова, Юрий Венедиктович, блядь. Зато газ, заправки зимой закрыты, блядь. Вот Кутахсуралар зимой. Газ, заправка нету, блядь. А везде машины, блядь. У каждого по 5 штук, блядь. А газа нет. Фейк это все. И видно, что монтаж. Люди даже не верят. Видите, вот айтам бетинде, блядь, нахуй. Адамларга хазар кутак курсатсаң, они не будут реагировать, нахуй. Потому что они насмотрелись на кутагов всяких, блядь. Вот если им покажешь газ, что вырывается, блядь, они скажут, это фейк, блядь. Вот ебанутые люди, блядь, а. Почему так, блядь? Вот сегодня у меня произошел такой интересный момент, блядь. Короче, я откопал кое-какие группы. У меня была одна группа, мне его добавили. Потом я откопал другую группу в Телеграме. И тут я сказал, кому нужна помощь кое-какая, я говорю, помогаю. Вот так. И тут накатали, мне начали звонить, ну, человек 10, блядь, сразу набросилось. Смотрю, блядь, меня заблокировали на той группе, удалили мои сообщения в другой группе, но не стали удалять меня, и все. И это произошло в течение 50 минут. Я теперь понимаю, получается, людям ты даешь какой-то путь, истинный, так сказать, можно сказать, да, правильный какой-то путь, но людям эта правда не нужна. Людям нужна лживая, ебучая вот это действие людей, которые их наебывают, кидают. Особенно это касается узбеков, потому что сайты были узбекские, таджикские, так сказать. Их наебывают, кидают, а они, блядь, ведутся на это. Но я плохой. А те, которые там их будут наебывать, потом они будут мне писать, плакаться. Ой, меня наебали там на чем-то, наебали тут. Блядь, помоги. А сами, блядь, нахуй не могут это осознать. Почему так, я не знаю. И тут то же самое, вот я это увидел. Пламя нету, там фейк это. Да, я тоже фейк, блядь. Алло, блядь, нахуй. Я тоже фейк, блядь. Тоже нету моего канала, блядь. Или там моей помощи. Вот такая хуйня, Дуслар. Поэтому мы не можем что-то там говорить, и чтобы людям, блядь, ну, пришла какая-то правда от нас. Они не могут все равно нас понять. Вот и все. Короче, Дуслар, у меня 6% осталось. Тяжело, у меня нету аккумулятора, блядь, тоже не могу купить. И этот, в Акцион ходил, как раз я шатался на днях. Нету там в магазине Акционе. Аккумулятор, надо в Медиамаркет ездить. Ехать, блядь. Поэтому будем, наверное, округляться сегодня. Мы посидели вот ровно 3 часа вроде бы с вами. Всем
Зур рахмат. Будем, как говорится, на связи, иншаллах. Вот, у меня вот осталось менее 5 зарядов. Зарядите устройство. Экономия энергии включилась. Так, Халми Айтаман. Так, и культура, что бы они делали без клавиатуры. Siz sen hozir qanday yumush istab жатырсың? Hozir men yumush istarman, любой yumush istarman. Mana shu davlatda, men hozir bo'lgan davlatda любой yumush istarman. O'sha yumush menga kerakdir u. Любой. Но plan o'zimizni milliy taomlarni qilish uchun, o'zimizni национальное блюдо продвигать. Вот эту тему я хочу делать. Потому что если я в этот путь встану, там будет обеспечение чего? Обеспечение нашего, так сказать, будущего народа тем, что я буду это продвигать здесь в национальном, так сказать, лозунге. Лозунг будет о том, что мы там с Узбекистана, с Башкортостана, с Татарстана, допустим, вот если один брат казах, если подпишется под это дело, само собой, с Казахстана будет. Вот так, короче, вот эту тему мы хотим продвигать. Точнее, мой план это. Потому что я это понял, что здесь нужно заниматься своим делом. O'zimizni yumush bilan shug'ullanaga kerak. O'zimizni qo'ldan kelgan narsani qilish kerak emas. Ana shunda biz o'zimizni, millatimizni bularga tanishtirga можем, bularga tanitirga можем o'zimizni и так далее. Потом дальше потихоньку национальная одежда в дело пустим. Вот, потихоньку вот эту тему надо прогонять. А потом уже, biz уже можем действия такие раскручивать, что будем на национальной почве дела вести, чтобы народ, который будет просыпаться, Башкортостанда, Татарстанда, да хоть где, вот в Азии, хоть где, просыпаться, говорить, что они тоже хотят за Алга Казахстан, допустим, или там Алга Башкортостан, Алга Ичкерия, Дагестан, мы их тоже будем в эту тему подтягивать. Вот каким макаром я хочу заниматься. Потому что оно будет всеобщее. Не так, что там, допустим, ты один по какой-то линии идешь работы, да, и туда ты не можешь никого пригласить, потому что только это тебе данная вещь. А вот в моей теме, когда мы ошхана будем заниматься вот этим фастфудом, там, фудтраками и так далее, то это будет как раз-таки обширная работа с обширными людьми, и это, все-таки еда, сами понимаете, и оно будет призывать, зазывать к себе, к столу людей. На вкусную еду, так сказать, будем собирать всех, кто за независимость. Вот примерно, что планга мин кильден. Это у меня началось в Лиссабоне, и вот дозрело оно вот до сегодняшнего дня уже дозрело уже. Все, я на 100% готов начать это дело. Ищу инвестора, кстати, вспомнил. Ищу инвестора. Если есть нормальный, адекватный инвестор, вложиться в эту тему, то доход и возврат ему денег 100% будет. И вот и свет погасили. И в итоге, короче, будем все, так сказать, в деле. Бездельничать не будем, главное, понимаете? И будем продвигать свой народ. Сейчас дочитаю и шумлян тукты вызовем туганлар. 6 на москвичей сейчас в Европе шестеришь. 6 на москвичей сейчас в Европе шестеришь. Что за нахуй, блядь, пиздец ты, частушечник какой-то, блядь. Скоро в Москве будет русский индус. В таких местах необходим повербанк. Да, повербанк нужен. Вот надо мне откопытить, надо в медиамаркет слетать, короче. Без него никак. Я всю дорогу мучился, блядь. Ну, у меня спиздили в Испании же. В Испании спиздили у меня, арабы спиздили у меня. Powerbank был у меня последний. Блядь, сколько я же вам говорил, спиздили еду, спиздили это, а потом в конце проникли уже в сумку, пизданули аккумулятор тоже. Вот так вот. С тех пор я что-то никак не могу дойти до этих, так сказать, магазинов. Ну, Шундыхаль, тогда спасибо за тех, кто был, сидел, комментарии, за все благодарю. Будем на связи, иншаллах, завтра тоже будем появляться, надеюсь.
Если завтра будет возможность, выйдем. Вот. А вы можете какие-то темы там в комментариях оставлять, если вдруг что-нибудь осенит вас, или как это правильно, засияет у вас, какую-то тему будем продвигать. А так посмотрим, что нам даст новости там и так далее. Вот так. Пойду, короче, ставить на зарядку телефон, блядь. Сел он, пипец. Этот-то держится, но уже не буду выходить уж. 3 часа хватит-то уже сегодня, наверное. Баракаллах за эфир, да, вам тоже баракаллах. Этот Рахмат Казак был, Рахмат Исансов. Всем, кто поддерживал, Зур Рахмат, огромное спасибо. Ташаккюрлар, как турки, давайте будем говорить. Абылар, ташаккюрлар. Будем ну, по чуть-чуть будем действия делать какие-то, иншаллах. Вы тоже, вот, Мухаммад, брат, Гаявата. Гаявата это Гаяс, что ли? Гаяс, короче, Мухаммад, ну, я не знаю, как тебя зовут. Имеется в виду, подпишитесь в Телеграм, там можем общаться, да, в Телеграме, там подпишитесь под скрытым номером, даже можете же подписаться там. Телеграм мой, знаете, я вам показывал, опять я сейчас сверкану его. Телеграм, вот, как его зайти? Вот такого телеграмма у меня. Вот этот рисунок найдете, это я. Видите? Хорватия, беженцы, что-то такое. Вот этот телеграм. Ну, древний мой телеграм. Пока есть он. И там есть рядом, новый я открыл. Хорватия, Босния. Вот это вот. Да, вот, я забыл ник телеграмма. Да, вот, не могу скинуть же, я не могу здесь написать. Вот в чем прикол. Ник, короче, называется Хорватия, беженцы. Прямо вот так напишешь, Хорватия, беженцы. Или там второе, новое, которое сейчас открыл. Хорватия, Босния. Ну, Босния. Короче, Хорватия, Босния, тырым-пырым. И вот это вот, если увидишь, вот это мое. Видишь, вот что написано там. Хорватия, Босния, что-то там цифры 10, 07, 25. Вот тогда я, значит, открывал. 10 июля 25 год. Я открыл это. Босния, 10, 07, 225. Вот примерно это. Ну, это один из них я сделал канал, а другой сделал просто группа. Так что и там, и там. Ага, все. Граница Хорватии. Да. Граница Хорватия, Босния, вот это вот. Там такой, как я, могут еще какие-то выйти по Хорватии, там, по Боснии. Но мое сразу отдельно будет стоять, там, видно. Вот так вот. Ну, все, всем исансол, всем мира и добра, как говорится, иншаллах. Чтобы этот, у всех было баракят. Давайте, старайтесь жить, туанлар, жить. Старайтесь жить, потому что наше дело еще впереди, иншаллах. Мы еще дальше пойдем. Пока мы в таком, так сказать, в отдаленных положениях, но мы все равно рано или поздно, иншаллах, хотим вернуться. Вот здесь я с кого только не вижу, люди хотят вернуться. Вот даже сегодня мне писал брат Мухаммад из Парижа, который приехал сюда по делам. Он говорит, я уже скоро уезжаю, говорит, в Дагестан. Я уже, говорит, свое сделал, говорит, здесь. Я никуда не лезу, я ровный, я еду домой, говорит. Вот он хочет домой поехать. Ну, что скажешь? Ну, у каждого своя жизнь. Мы же не можем сказать, ой, давай, топи за нас. У каждого своя жизнь. Человек уеду сказал, ну, уедет. Вот и все. Вот и все. Вот так вот. Так что главное, я считаю, думаю, оставаться при своих целях. Хоть ты где будешь, даже если не в Европе, и на другой какой-то контингенте, оставаться при своих целях, что наша задача независимость. Все, вот по-другому никак. Примерно так.
Ой, прям тут реально темно, оказывается. Вот так вот. Ну, о, все, подписались, все, благодарю. Все, да, мы там, короче. Если что. Можете там куда-нибудь пораспространять тоже. Но мы там, то, что есть, что вот на быстрое общение мы туда, ну, как бы я туда кидаю там разные какие-то моменты, там туда. Пока до эфира, там я общаюсь больше. Есть там, кто сидит. Ну, 6 человек сидят. Рахмат всем. Спокойной ночи. У вас уже 2 часа ночи, у нас 10. В Москве 12. Вот так вот. Короче, 2 и 4 разница. 2 часа и 4 часа разница. Буду закрывать тогда. 3 часа 10 минут я с вами был. Всем хайр. Рахмат.